Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Вот, Маштову, Шадыш, Дикмелдыш, Кучу. Тема сегодняшнего эфира. Как правильно, как хорошо, как лучше. Плакать в исламе по-арабски, как оттачивать это мастерство. Как делать это лучше всех, дольше всех и подобнее всех. К нам присоединился наш величайший понтифик пятый. Алхамдулилляхи Руббиль Алямин. Бисмилляхи Рахмани Рахим. Pontifik. Parga Hedeляс, и Мушниценица. Uzuršties, vērtīši, viņš reiz atūši. Tā ir štulica, vēlga, tad ir nemācēš. Sedēl, bet es mahastību, ahmīšu. Салат, оливье, винегрет и так далее. Салат. Майонез, винегрет, салат, бошну. Репейник, кунятник, сельдерей, может, там было вес. Видишь, итальянчар, долго. Священные травы. Понтифик, священные травы, сельдерей, репейник, хрен, может, там было вес. Полный список, огласите, пожалуйста, может. Присоединился один из величайших мыслителей нашего века, Карен. Карен, приветствую вас. Всех приветствую. Аузубилля мина шайтану режим, вы сказали, аузубилля мина шайтану режим, потому что вы сюда зашли, где сейчас могут появиться шайтаны. Аузубилля, бисмилля, аузубилля. Правильно говорю. Это так сливаться. Сумула. Аллаху Аалим. И этот, который пришел, этот Алим, шейх, пришел один город, а там к нему вышел этот, как его, начальник, этот мэр, и он ему говорит, держи поводья моего осла. А тот держит, что такое, слышит, удивился Костекский чудиш. А он говорит, это зачем? Он говорит, бисмилля, держи эти поводья. Бисмилля, держи поводья. И он там это, бисмилля, делаешь. Он начал сношаться со своим ослом. Аузубилля, здесь написано, братцы, книги, посмотри, здесь написано такой похумядный труд исламский. И он начал этого мэра унижать. Аузубилля, их Бог, обрадуешь. Аллаху аалим. Он унижал мэра города, к которому пришел, будучи шейхом, шейхуль аль-Ислам, тем, что сношался перед ним со своим ослом. Ну это что такое? Это вообще что за маразм? Потом этих людей, ну ему, конечно, мы выражаем благодарность искренне Костекскому за то, что это рассказал, и тот исламский труд нам назвал. Но дело в том, что они на полных, вот на серьезных щах, как говорится, вот, на серьезной вот этой теме вот сидят, и вот это все впаривают в народ. И народ должен под гнетом оккупации, русской оккупации, должен это слушать. Хотят они того или не хотят, им это нужно, они обязаны это слушать. Ну ладно, они-то обязаны. А у арец, Набац, которые живут в свободных странах, ну как они это могут слушать? И вот сегодняшняя тема будет раскрывать, каким чудесным образом их мозги так засорены, что они слушают эти сказки. Карен, кстати, на ваш жизненный век вы когда-нибудь встречались с таким изречением, что можно человека унижать тем или как сношением с ослом перед ним. Таким образом, как бы мы унижаем того, кто на нас смотрит. Вы такое слышали вообще, Карен? На ваш жизненный век? Нет. В исламе такое есть, да, вот он. В арабском Это я исламе. знаю. Только в интернете встречал. В жизни нет. Все версии, да. Какие они чудесные мастера. Можно вопрос, Карен? Он армянин? Да-да. Карен, это звезда по-армянски как будет? Надо вспомнить.
Хороший ответ. Звонок другу, Карен, можно сделать. Звонок другу. Здесь у нас не это самое, нет времени ограниченного. Аллаху алем. Понтифик, Аллаху алем. Похудяшу, там у тебя все нормально, понтифик. И восхождение на трон паствы, нормально все произошло? Нормально. Вы взяли полностью Устраивает. под свой контроль бразды правления? Вот вы взяли под свой контроль бразды правления вот этой католической паствы сейчас, вот, в столице вот это, католического государства? Я не скажу, потихоньку сам прибираю. Потихоньку, да, прибираете, да. Кстати, понтифик, вопрос. Вы как бы являетесь светочем христианизма и проповедующим мир и благоденствие на всей планете Земля. Не могли бы вы дать маленький комментарий по поводу ракетно-бомбового удара, нанесенного государством Израиль по Ирану, государству Исламская Республика Иран, под командованием диких аятол? Вот что вы думаете, что там будет? Нет, четко проведенная операция, точку прям куда надо, собрать всех этих алкашей в кучу и, мне кажется, четко проведенная операция, так скажу. Не безобразно, в отличие от некоторых. Точечно ювелирно, да, работает? Да. Ну, надо этих диктаторов оттуда уже давно закопать, короче. Уже сверх нормы живут на этой земле. Как бы диктатуру пихают людям. Понтифик, вопрос. Через призму чеченского мировоззрения тогда задаю вопрос. А что это может принести хорошего чеченцам и плохого? Лично нам, чеченцам, если не знаю, не могу сказать, но я не вижу ни вины, ни плохого тоже. Мы и так прям далеко, глубоко зашли в это, да, что нам уже... Дерьмецо, вы хотите сказать? Мы и так далеко зашли в дерьмецо, да, вы хотите сказать? Как бы там немного воздух даже не почувствуем. Настолько глубоко Понтифик, нам вообще, нужно. беспросветное будущее. Слушая вас, я уже вижу беспросветное будущее. Нам надо это самое нагнетателями закачивать туда свежий воздух, чтобы люди очухались чуть-чуть. Ну, конечно, просыпающиеся от этого, отходящие от этого запаха дерьма. Ну, надо работать дальше. Так что дальше идем. Унывать времени нет, и надо дальше добивать. Стремительно идем дальше. Иншаллах. Иншаллах. Понтифик, вот смотрите, вот вы так сказали, что как бы вы думаете, ну, вы как бы сможете со своей стороны, с религиозной стороны, с папской стороны, с католицизма, с вершины католицизма, со столицей католического государства Римени, там, не знаю, вы по-своему видите мир. Но если через призму чеченца, да, так посмотреть, вы можете согласиться, можете не согласиться, конечно же. Смотрите, нанося удар Израиль по Ирану, по режиму диких аятол, бешеных аятол, они, ну, по их словам, мы-то технически полностью данными мы не владеем, военными боевыми вот этими потерями. Ну, по словам, заявлениям израильского штаба, Министерства обороны, они повредили, вывели из строя полностью систему ПВО, полностью, или там 90% там все-таки что-то остается, полностью нельзя все вывести. Потом очень много высокопоставленных военных чиновников они нейтрализовали. 2 генерала, один генерал стражников исламской революции, самая такая мощная, как в России, Росгвардия, КГБ как бы.
еще один там генерал какой-то, каких-то ракетных войск. Ну, главные такие генералы. А потом они разрушили, по их словам тоже, мы же ссылаемся на Израиль, на Иран-то ссылаться смысла нету, какие-то центры по переработке урана, ядерные какие-то объекты. И это им дает возможность, по словам тех же израильтян, теперь наносить другие ракетно-бомбовые удары с применением авиации, не подвергая себя опасности быть сбитыми по всей территории Ирана, вглубь Ирана даже. Как бы у них полное воздушное превосходство. Это одно. Второе, вот как вы сказали, вот именно с ваших слов. Вот Иран является союзником России. Как бы, что бы кто ни говорил, даже если это так называемый шиитский исламский режим, но у них мировоззрение одинаковое, арабское, диктаторское, тирания. Они очень хорошие, добрые, стратегические, исторические союзники России, потому что у них мировоззрение одинаковое. Да, где-то они не сходятся, но в общем они все друзья. С этим ударом Израиль выводит как бы такого поставщика и такого, знаете, игрока все-таки в боевых действиях на Украине для России, как Иран. Потому что Ирану эти дроны, шахеды, которые они выпускают, и все комплектующие составляющие детали этого производства, им сейчас нужны для того, чтобы, как они говорят, нанести удар возмездия по Израилю. Они не могут сейчас поставлять эти комплектующие, эти же шахеды в Россию. Тем самым ослабляется поставка этих беспилотников в Россию, и Россия ослабляет свой удар и свою хватку в Украине. Вот так тоже это мы смотрим. А в другом, если режим в Иране, допустим, каким-то чудесным образом рухнет, и там какая-то все-таки будет прослойка иранского населения, все-таки 80 миллионов населения, это древняя цивилизация, там есть интеллектуалы, есть люди, которые хотят жить свободно, у них большая диаспора за пределами, почти там сколько там, 25-30 миллионов в Соединенных Штатах, и даже большее количество в странах Запада. Допустим, у них шах есть наследный принц вот этого того шаха, то шах тоже он еще живой, да, он призвал к сопротивлению. Все-таки у них есть какая-то структура власти, которая может заменить вот эту структуру бешеных аятол. То обратно же вектор развития Ирана, все-таки 80-миллионная страна с большим потенциалом, как бы чтобы кто ни говорил, она повернется в нормальное человеческое русло. Россия таким самым образом она потеряет своего стратегического партнера. Одновременно к этому третий пункт. Если Иран вяжется в вот такую, более-менее продолжительное противостояние, потому что наземных операций там провести практически невозможно со стороны Израиля, что мы можем предполагать? Беспилотные атаки, потому что ракет все-таки у Ирана не так много. Даже если они будут, у них эти ракеты, то они будут русского производства, комплектующие, или китайские. К Китаю мы сейчас подойдем. То, как бы что ни было, если будет противостояние продолжаться между Израилем и Ираном, а у Израиля есть потенциал наносить удар ракетно-бомбовый сейчас, потому что Америка все-таки даже все свои ресурсы перенаправила с украинского фронта именно на Ближний Восток Израиля. Весь свой Тихоокеанский флот, там, Средиземноморский флот, там, авианосцы с Красного моря, со Средиземного моря, с Тихоокеанского, они все подтягивают туда этих своих авианосные группы, а как мы знаем, где есть один авианосец, около 30-35 вспомогательных средств, также там в этой авианосной группе от 2 до 3 атомно несущих подводных лодок туда тоже ходит, не считая ту авиационную группу, которая находится на авианосце. Там туда подключаются системы спутниковой связи, там это мощные как бы кулаки, это не просто так, это Америка, все-таки у них технологии, как бы что мы не говорили. Что говоря, они перенаправили это в сторону Израиля, они будут все-таки помогать, потому что это их стратегический партнер и союзник исторический. Тем самым, если это противостояние даже продолжится 1, 2, 3 месяца, Иран-Израиль, то Китай, это тот теневой игрок, который поддерживает через шинель, поэтому говорится полишинель, такая скрытая рука, которая поддерживает своими комплектующими материалами, закупкой нефти и газа в России, поставками комплектующих деталей, недостающих электроники, вот этого всего на производство этих ракет, беспилотников, российской
российской промышленности, военно-промышленному комплексу, то этот Китай, он одновременно является союзником Ирана, потому что на протяжении многих лет, больше 30 лет этих санкций, которые были наложены на Иран международным сообществом, возглавляемым Соединенными Штатами Америки, по продаже эмбарго на нефть и все такое, все это время эту нефть покупал Китай. И посредством покупок этой нефти Китай поддерживал вот этот вот режим диких бешеных аятолл. К чему мы это говорим? Что вот этот третий пункт, Китай будет вынужден, все-таки Китай ресурсы тоже не безграничны, тут он поставляет России в ее войне оккупационной, варварской против Украины, тем самым противопоставляя Россию всему западному цивилизованному сообществу мировому. Тут Иран еще как бы ее союзник. И Китай просто будет вынужден помогать ему. И тут эти ресурсы, которые поставляются в Россию в массовом порядке, они должны будут разделены на 2 или на 3. Все-таки Ирану тоже пойдет какой-то поток от Китая. Тем самым обратно же ослабляется хватка на Украине. Понимаете? Тут нет наземных операций, но все-таки ресурсы идут сюда. Эти дроны, беспилотники, все это, конечно, имеет очень большую важную роль в современных войнах. Обратно же для Украины хватка ослабляется у России. Единственное, что есть у России, это пока, по крайней мере, неисчерпаемые человеческие ресурсы. Эти 3 пункта нам говорят о том, что Израиль молча, не как украинцы, там, 30 лет продавая свой военно-промышленный комплекс, через коррупцию распродавая свое военное снаряжение, свой военный потенциал, танки, стрелковое оружие, ракетные комплексы залпового огня, которые по всему миру перепродали не украинцы, а украинцы сами перепродали, но русские вот эти вот БУТ и все такие вот менеджеры, так скажем, военные бандиты. Израиль все это время подготавливался, потому что Израиль, чем нам нравится Израиль, что евреи свою страну охраняют, они ее берегут. У них нету там такого, что мы эту страну бросим, убежим. Как у украинцев, все-таки у украинцев очень сильно развита коррупция. Они воруют, даже нынешний режим, возглавляемый президентом Зеленским с Андреем Ермаком, это коррумпированный бывший ФСБшный, КГБшный режим. У них все, отец этого Ермака, Андрей Ермака, директор офиса президента, КГБшник, живет в России. Там Сырский, его вся семья в России живет. Но это здесь коррумпированная вот эта вот вся элита, так называемый политический истеблишмент, который Россия все-таки навязала в Украине со времен развала Советского Союза, он там как бы и остался. У них были совместные коллеги, мы об этом не раз говорили, совместные коллеги СБУ Украины, ФСБ России, полные данные там передавались, передаются, и сейчас они передаются, они все друг с другом знакомы, говорят на одном языке, вместе там в бане ходят, в сауны делят одних и тех же женщин, друг друга делят там. Ну, понятно, что Израиль отличается от Украины тем, что евреи все-таки свою страну защищают. И они, если наносят удар, у них есть цели, есть конечные цели, которые себе фиксируют. Они не продаются, они не оставляют свои намеченные цели, на полпути не уходят. И поэтому 200 самолетов, если таких как F-16, если они задействовали, это говорит о многом, что все-таки Израиль, евреи свою страну любят, свою страну защищают, готовятся к этим ударам, готовятся к отражению. И если так посмотреть вот последние 5, 6, 7 лет политики именно Израиля, то мы видим, что они в шахматном порядке аккуратно исключили всех игроков на Ближнем Востоке, таких как Хезболла. Хезболла, верховное их все командование, они уничтожили. Боевые их отряды они обезглавили, уничтожили, обескровили. Человеческих ресурсов там практически нету. Хамас они полностью вывели, практически они его уничтожили. Хотя, конечно, Россия все делает и пытается, чтобы поддержать. Возьмем страну как Сирия. Там бывшие вот эти шиитские группировки, поддерживаемые Россией, а также Ираном с помощью России, полностью тоже они как бы нейтрализовали. Сейчас там такой режим более-менее благосклонный все-таки, хотя он суннитского толка, радикально-исламский, какой бы то ни был, ислам весь он радикальный, но все-таки, но он под контролем Турции. А как мы знаем, Турция с Израилем очень хороших отношений, хотя там это для политики вот этот вот их султан халиф там что-то не высказывает Эрдоган, но все-таки он, конечно же, лежит под Израилем тоже. Мы знаем, что Израиль все-таки доминирует. И практически, если посмотреть, все, что представляло угрозу Израилю вокруг Израиля, они уничтожили, остался один Иран.
А Иран поддерживается пока Россией. И пока Россия на протяжении 3 лет была ввязана в войну в Украине, она ослабила свою хватку, Россия, хочет она того или не хочет, свою хватку на Ближнем Востоке. И вот таким же образом, так же, как и Азербайджан, воспользовался слабостью России, не напал, без разницы, мы тут просто геополитику, на Горный Карабах, потому что России не было сил поддерживать Армению. Тут также Иран, он остается один на один с модернизированной, прогрессивной, цивилизованной военной силой и мощью интеллектуальной, высокотехнологичной армии Израиля. Надеемся, что Израиль своих целей достигнет, что весь военно-промышленный комплекс, потенциал, а также все верховное высшее военное политическое руководство Ирана будет не реализовано, и Израиль сможет жить хорошо, прекрасно, потому что, смотрите, вот некоторые сейчас будут смотреть через призму религии, но мы скажем просто простыми словами. Возьмем Исламскую республику Иран и возьмем государство Израиль. Что эти две страны, мы не говорим о народах, а просто как о странах, дают мировому сообществу, человечеству. Израиль – высокоточные, высокотехнологичные орудия труда, компьютерные технологии, наивысшего качества, высококвалифицированная, самая прогрессивная медицина, генетику они разрабатывают, продукты сельского хозяйства сильно развитые, машинная отрасль. У Израиля все хорошо, они все для человека, они продают, они экспортируют даже свою продукцию в страны Запада и другие страны. А возьмем Иран. Что они предлагают человечеству? Ни один продукт, кроме каучуковых вот этих вот шлепанцев, которые они заполнили рынки Северного Кавказа, своей этой каучуковой продукцией шлепанцев, Иран больше ничего не производит. Нету ни высоких технологий, ни хорошей медицины, ни оружия высококлассного у них нету. Нету орудий вот это повседневного быта, товары ширпотреба, широкого потребления, тоже у них нету. Единственное, что они им поставляют, экспортируют по всему миру, эту свою идеологию человека ненавистническую, идеологию по запугиванию всех людей своими джиннами, шайтанами, страхами о каком-то загробном мире, об аде, всякими вот этими заклинаниями, всякими своими вот этими маршами, до крови они себя бьют по спине, аж вот этими мечами, поклонение какому-то этому имаму Али. Потом все у них союзники, все такие диктаторские страны, как Россия, Китай, Северная Корея. Конечно же, мы будем полеть нормальный, здоровый, здравомыслящий человек. Он не то, что даже полеть, просто вот если взять из выгоды для себя, он будет поддерживать тот, кто несет какую-то цивилизацию и добро, Израиль. И поэтому Ирану мы, конечно же, желаем снова, чтобы Иран завоевал свою независимость именно от этих аятолов бешеных и стал нормальным, цивилизованным государством, которое не представляет угрозу всему мировому сообществу и всему человечеству. Вот что мы желаем. Мы не желаем поражения иранскому народу там, или чтобы у них там были смерти. Мы просто хотим, чтобы этот режим бешеных диких аятол, который на протяжении больше 40, сколько, 70-го года, если они там уже, да, 50, там сколько там лет уже, правит на крови людей, иранцев, чтобы он все-таки ушел в небытие, в историю, и чтобы русское присутствие на Ближнем Востоке, в Средней Азии перестало все-таки существовать, чтобы Китай все-таки перестал поставлять свои технологии для людей, для тех режимов, которые убивают своих людей, а также граждан на территории чужих, таких как Сирия, там, не знаю, Йемен, потому что все-таки Иран поддержит йеменских хуситов, террористов, и весь этот террористический анклав в Красном море. Вот мы так смотрим на эти вещи, и мы желаем победу прогрессивному человечеству, модернистскому человечеству, которое смотрит на мир через призму мира, который несет человечеству цивилизацию, медицину, высокие технологии, свободу слова, свободу передвижения, право на свою частную собственность. Вот такие вещи мы будем поддерживать. Поэтому, конечно же, Израилю мы желаем победы, а Ирану, чтобы все-таки его народ освободился от этого мрака, мракобесия и стал свободным, независимым, со своей большой исторической, цивилизационной, культурной историей, страной и влился в семейство независимых, суверенных государств и стал полноправным членом мирового сообщества. Вот это мы желаем всем. Желаем мира и добра, конечно же. И выгода для чеченцев, когда Россия ослабляет свою хватку, где-то чеченцы могут вздохнуть
свободно и говорить на своем чеченском языке и выталкивать все чужеродное, навязанное нам силой, такие вещи, как ислам, эти все вот эти вот оккультные эти верования, там, джинов, шайтанов, рыбы, нун, Кораны, все эти сунны, эти мракобесные похождения, похотливые, развратные пророка, так называемого арабского бедуина, насильника, маньяка, развратника, Музбахмада. Все это из нашей чеченской культуры, из нашего чеченского общества будет выдавливаться натуральным образом, свободным образом. И наша чеченская нация все-таки вернется к своим истокам и сможет завоевать свою свободу, овладеть своей свободой. Будем свободными, нормальными, достойными тоже людьми. И мы тоже вольемся в мировое цивилизованное сообщество. Будем полноправными членами этого сообщества. И такие, как Музахмад, Салях Лубянский и другие. Тумса Шмаков, Заки Ахмад, Кутаев, этот Хут и Руслан, и все вот эта банда Джамбулат, Сулим, Джамбол, и Франция. Вот эта вся банда, вот этот Джамбокс, который сейчас сегодня призывал чеченцев защищать русский мир и православных христиан. Христиан просто это куром насмех. От мигрантов, так он говорит, в Средней Азии, хотя они являются нашими братьями. Вот это все, вот это мракобесие, все-таки из нашего чеченского общества будет выдавлено, потому что это все чужеродное и народное тело в нашем чистом, светлом, чеченском прекрасном теле. Вот об этом мы говорим и будем говорить. Никогда не остановимся это делать. Мы будем словом достигать наших целей. Победы именно словом, не силой, не обманом, не хитростью, не такие, не наивом, ничем этим, а просто чистой правдой. Говорить вещи такими, какие они есть, их озвучивать, доносить, раскрывать, дискутировать, дебатировать. Будем доносить нашему обществу чеченскому, также всему мировому сообществу, что вот наши цели, они ясны, они конкретные, они человечные, они никому не представляют угрозу. И мы просим всегда о помощи наших партнеров из цивилизованного, еще раз подчеркну, прогрессивного мира, цивилизованных западных стран. Вот все наши цели, вот все наши чаяния. Андрей, благодарю. Очень хороший расклад. Присоединился мусульманин, восьмидесятник, подрусский агент, который занимается подлогом. Да, закончите, понтифик. Я говорю, в принципе, полностью с тобой согласен. Благодарю за такой рассказ. В принципе, так и должно быть, так оно и будет. К этому весь цивилизованный мир, все здравомыслящие люди стремятся. Вот эти мракобесные инвалиды, которые все еще живут в сказках и пытаются эту сказку превратить в быль. Короче, их время уже пришло. Век высоких технологий все-таки передавить вот этот их пакет понимания мира, в чем им принесли этот мир, вот эти книжки их древние. Они свой ресурс уже, в принципе, исчерпали. Так что человечество развивается и будет развиваться. Хотим мы этого или нет, прогресс должен быть. Еще раз благодарю. У меня все. Я не добавить, не убавить, пока ничего не могу. Может, Джурджукете что-то добавить. Я присоединился к Джурджукете, да, мусульманин, восьмидесятник, подрусский агент, русский, россиянин, который будет сейчас во имя Христа, во имя православия, по призыву Джамбокса притеснять мигрантов со Средней Азии, с Казахстана, даже если они являются его братьями-мусульманами, потому что он должен защищать православный мир. Также он будет вырезать чеченцев, свободных чеченцев, которые говорят правду. Он одновременно нарушает законы Российской Федерации, сеет межнациональную рознь, религиозную нетерпимость с нашими ближайшими соседями, такими как лакцы, аварцы, ингуши, а также как так называемыми, которых он называет своими братьями-казаками, но которых мы называем убийцами, маньяками, насильниками, которые действовали по Корану и Сунне, Сура 4, аят 24 на территории Чеченской Республики, начиная с конца 17 века, терскими, так называемыми его братьями-казаками, каким
чудесным образом, которых он будет воссоздать и возглавлять их, он поставит какого-то чеченца, возможно, чеченоговорящего, какого-то уйгура или кумыка, или не знаю, кого там поставит, лакца, аварца, без разницы, но все равно он не будет представлять чеченские интересы. В столице там он сделает Изляр. Одновременно он воссоздает так называемую Терскую область, укрупняет регионы, туда включает Кумыкскую, Ногайскую низменность до реки Кума, от левого берега Сулака до Каспийского моря. Как бы это он представляет, как он дает эту территорию чеченцам, но тут же одновременно сам себе противоречие, он воссоздает Терское казачество со столицей в Кизляре, а в городе Грозном он говорит, что эту укрупненную единицу субъекта Российской Федерации будет возглавлять в Грозном какой-то русский. Одновременно ингушей у наших братьев тоже притесняет, отдавая половину их части до Назрани, до Карабулака, Северной Осетии, а эту другую часть включая в так называемую Терскую область. Ну, полный вот этот вот маразм, в голове который происходит в Дзурзукете, это просто уму непостижимо. И еще каким-то чудесным образом этот человек не сидит за решеткой, потому что по законам военного времени, как мы знаем, в России сейчас проводят специальную военную операцию на территории Украины, борясь с западными ценностями, такими как гомосексуализм, лесбиянство, ну, защищает все свои традиционные ценности консервативные. В Дзурзукете все пока не сидит со своим напарником, со своим, как это сказать, сослуживцем Бамбой, который сидит одновременно в Москве, призывает к полному шариату по образцу Судана, Саудовской Аравии, рубить руки, ноги, крест-накрест. А Дзурзукете находится, по его словам, на территории Северного Кавказа, но неизвестно где. Пока мы его геолокацию не можем найти, его локализовать мы не можем, чтобы отдать российскому правосудию. Кстати, мы работаем в тесном контакте с российским правосудием, иншаллах, полностью информацию им отдаем нужную против всех вот этих вот православных русских, но не русских, которые не лояльных вот этих вот мусульман. Иншаллах, все время будем выдавать полную информацию совместно, местно, в полном контакте, тесное сотрудничество с русскими спецслужбами, такими как ФСБ, МВД, у нас налажены контакты есть. Иншаллах, скоро Дзурзукет и Баба ответят по закону. А также все их поддельники, такие как Заки Ахмад, Рамазан Музмагомадов, Мансур Сантулаев, все вот эти вот ихваны из ассоциации Саль-Сабиль, Заки Ахмад, да, Абу Цамза, турецкое сейчас правосудие, мы им передали все документы, документальную базу для выдворения, для экстрадиции Абу Цамза и всей этой банды во главе с Мавлади Удуговым, которые засели Иса, вот этот Ахмадов, все, чтобы они предстали перед законом Российской Федерации, потому что они с начала 90-х до конца 2000-х годов занимались установлением русского православного Ахлусунного Аджама халифата на территории Чеченской Республики. Но они его устанавливают так, не в соответствии с указаниями и планом ФСБ России. Все-таки там какие-то нарушения происходили, поэтому мы призываем Федеральную службу безопасности все-таки принять к мнению и как бы принять к рассмотрению то, что они их указания четко не исполняли. А все-таки сделать так, что все-таки халифат не был установлен в соответствии с первоначальным планом. Поэтому все эти вот исламские мусульмане, бородатые, какой бы они себя ни относили стороне, пристали перед самым честным православным шариатским исламским законодательством и судом Российской Федерации. Вот это вся наша борьба. Россия впереди. Алхамдулиллах, Аллаху Акбар. Ну, хоть что-то добавить, можете говорить. Дзурзукете, ваш микрофон включен. Чит боится. Запись ведется, кстати, в Дзурзукете. К нам присоединилась Лейла, наш балетмейстер, концертмейстер, создатель чеченской национальной балетной группы, которая гастролирует в Раскало, в Нью-Йорке, в Милане, да, в Париже. Лейла, вы с нами или вас уже больше никогда мы не услышим? Маршал души, Вени, маршал. Да, я здесь на гастролях. Балетная группа со мной, да.
У меня вопрос, кстати. Вот как вам как вам удается удерживать на протяжении многих лет один и тот же вес, например, 35 килограмм, балерины все 35 килограмм весят. И вот вопрос. Вы его поддержите тем, что питаетесь в сутки, в 24 часа в сутки 3 финиками и пьете просто воду из родника Зам-Зам, или вы все-таки другую методику применяете? Не, эта методика устарела, Аюит методик, Вени. Это уже каменный век. У меня современная методика А вот чем вы питаетесь вместо питания, фиников? правильное питание. Правильно питание, да? В Всё правильно. основном Кисломолочными овощами. продуктами. Кисломолочными продуктами, такими как кефир, не разбавленный, да? Ну, питаюсь, кушаю все, но больше овощей. Кефир кисломолочный меньше 5% жирность, да? Вы этими, да, питаетесь? Не, и тут кисломолочные есть и 1%, 1%. Йогурты там 1%, бутамит называется, да. Как Кисломолочные. говорят, Знаете, после 40 молоко не очень принимает организм, поэтому я после 40 уже не пью молоко, а только кисломолочные употребляю. как говорят немцы, ах, зо. Да, Понятно. Так, спасибо за информацию. Значит, нужно питаться, дорогие слушатели и те, кто нас будет слышать, питайтесь после 40 всеми кисломолочными продуктами, в частности кефир, меньше 1%. Это вам поможет в вашем удержании нормального человеческого веса. С нами наш нутриционист, нутриолог, как там еще говорят, семейный врач, психотерапевт, психиатр, Маржан, фотограф, кстати, да, специалист по фотографии, тоже обращайтесь. Маржан, да, будущий, ну, надеемся, будущий все-таки кинорежиссер, да. Она как-то говорила, что хотела бы снять короткометражный фильм. Маржан, вы с нами? Да. Сюжет, как вы думаете, каким был бы сюжет вашего будущего фильма? Шариатский халифат или исламская муфта, или ударные интернациональные батальоны муджахидов Кавказа, Чечни и Дагестана, полная исламская муфта, как бы, на чем был основывался у вас сюжет вашего фильма? Вот как вы думаете? Я мечтаю снять фильм про выселку в Казахстан. Это вы бы озвучили как вот полное выселение мусульман Северного Кавказа, да, или как? Нет, только чеченскую версию. Чеченские мусульмане, пакистанцы, бантустанцы выселены в Северную Азию. Ну, это не смешно, но мы как бы, они так нападают, мы как бы смеемся. Это смех через слезы. Или как вот, объясните сюжет, просто интересно. Просто я много знаю случаев, мне и бабушка рассказывала, и родственники, и у меня уже в голове есть сюжет, и я бы сконцентрировалась бы только на чеченском, остальные нации я не слушала. Вот как их там ночью, в 3 часа ночи разбудили, не давали больше килограмма, что ли. Бабушка рассказывала, что у ее отец, у него хобби было пчеловод. И с автоматом сзади солдат ей побыстрее, он ей дал только маленький такой бачок набрать меда. И вот все, что они успели, и вот с детства то, что она рассказывала, у меня так это осело, я как фильм это видела. И вот мне бы хотелось бы этот сюжет. Ну, понятно, хорошо. А вот как вы думаете, в то время мед, когда занимались пчеловодством, мед изготавливали, чеченцы заклинания на арабском языке читали, вот эти вот дуа всякие, мед был халяльный или нет, как вы думаете? Нет, конечно, пчеловод – это такой человек, если он додумался разводить пчел, у него такая душа. Там мусульман никогда не станет пчеловодом, они ж тупицы. Уже места нету для того, чтобы расливать 9-летних девочек, да? С 6-летних жены, да, понятно, хорошо. Смотрите, а вот если ваш фильм в будущем вы сможете реализовать, вы найдете фонды, там, финансирование, с какой подоплекой вы будете смотреть, какой контекст будет там? Выселяли чеченцев за то, что они мусульмане, там, потому что они верили в единого священного Алляха и его пророка Мухаммада, или все-таки просто за то, что они чеченцы? Вот как бы вы это вот объяснить
Ну, как бы вы хотели бы, какой бы у вас был бы все-таки посыл вот в широкой публике? Как вы думаете, как бы преподнесли сюжет? Помешательство Сталина на этом маленьком народе. И кто еще подтолкнул Сталина к этому? Там же не только Сталин, это марионетка. И я бы более глубинно, сейчас я не могу говорить, поэтому... Кто вас сейчас держит, говорит? Вокруг вас находятся агенты Дзурдзука, ФСБшные агенты Дзурдзука, которые держат вас под дулами пистолетов, или вас что-то другое сдерживает? Боясь того, что будущие финансисты не проспонсируют ваш фильм. Почему не сделали? Или вы не хотите раскрывать сюжет? Может быть, вы не хотите раскрывать сюжет, чтобы авторские права сохранить? Вам слово, Маржан. Нет, это более, мне надо более изучить. Я никогда не говорю то, о чем я не уверена на 100%. Собраться с мыслями, да, вы хотите сказать? Полностью, Мгм. концептуально, постановку, все это вот работать, да? Да. А давайте вот последний вопрос, я как бы тогда вас оставлю в покое. Сюжет, если даже из вашего будущего короткометражного или полнометражного фильма, начинался бы с какой части географической Чечни, допустим? Ну, наверное, с Грозного, потому что бабушка на трампарке жила. И вот кусочек Грозного, потом Борзи, и вот Шапоевский район. Вот там. Да? И был один случай такой история любви, чтобы привлечь зрителя. Второй сюжет, ну, что-нибудь там, еще что-то, но самый главный акцент на любовь. Понятно, Чтоб понятно. Очень. Да, тронуть, закончили мы сюда. чтоб тронуть душу зрителя, нужно на крючок повесить то, что он хочет. А мне кажется, что это попахивает индусятиной, индусский Чем? Голливуд как бы, индусятиной, индусский вариант. Да, может быть. Болливуд. Почему? Надо же все использовать. Болливудская тема, да. Ну, смотрите, Маржан, да, очень интересный сюжет. Вы расписали. Трамп-парк, значит, географическое расположение. Начало сюжета Трамп-парк, как бы основное реальное событие бабушка, Борзой и Тумкалинский Шатойский район. И там любовь. Любовь какая? Сдержанная, такая чеченская, обмен именно чувствами, отвлеченными словами, как это было раньше у чеченцев, не как сейчас у вот это арабско-мусульманское все, там ложки, мед в рот, там шоколадки, мед, потом туда в рот, потом за руки взялись, она в черном мешке или в белом мешке, тот с рукой, за руку ее взял, и песни там арабские, и что-то вот. Какой у вас сюжет будет? Или индусская любовь, там, или песенки, поют, их разорвали, там сердца расстались, нашли друг друга там в Сибири, в Казахстане. Вот на чем построен будет у вас сюжет любви? Интересно было бы узнать. 2 возрастные категории: 16-19 и 25-27. Понятно. Между Но вот любовь, этими они, двумя. как у них любовь между ними происходит? Вот как, например, у чеченцев, например, я вам пример приведу. Ариэла маршал, хюкюш, лечворсо, хинистя, мадитдохо ариэл, худяш, мушучуниш. Или так, или так. Это чеченское общение, а или вот исламское, так называемое сейчас вот общение. Он Аллах дяхсует аляи де алфулитарио хачиерз резуксо фазгоши виши никяхдин тане иду Аллах резауш. Аллах дях. Музмахмади сумначстяни кучдеш. Или как вот вы, как вот общение будет происходить вот между этими вашими влюбленными сердцами 16, 19 и 25-30? Ну, как и было, и обязательно затронуть вот этот хит-эвагар. Именно там, у родника, мне нравится. Потом, ну где-то, так, естественный сюжет должен, как и было. Там не было же никаких рукоприкладств. Чеченское традиционное признание в любви, да, вы хотите? Вот старое, вот не то, что доисламское, Да. а вот именно старое чеченское, национально традиционное, да, вы хотите вот показать? Всю чистоту чеченской Ага, нации, да. красоту. Да, вот это всю чистоту, В чистота любви, в отношений. отвлеченной манере,
как бы приводя примеры параллельно, отвлеченно говорить о своих чувствах, представлять их своей девушке, возлюбленной, и девушка выказывает внимание и соглашается принять эти чувства тоже, отвечая на отвлеченные темы, отвлеченными другими темами, словами, параллелями приводя, синонимы применяя. Вы так, да, хотите показать именно любовь в Чечне? Ну, по типу Японии. Ну, Да, Япония, конечно, да, да. Что Япония? Ну, как бы японцы же прямо же не говорят, я тебя люблю, как арабы. Все, годов есть Аллах, да, хайо, светяне, ник, яхден, иду. Потому что они вот так же не говорят, же, чеченцы же, понимаете, о чем я говорю? Да, японцы, они такие комплексы, они тоже не признаются в любви. У них один раз в жизни он признается в любви, и все. А я показала бы, потому что... Они могут целую поэму написать возлюбленной, там несколько страниц, но там не будет сказано прямо «я тебя люблю». Да, вы хотите сказать? Да, а мне нравится все говорить напрямую. И вот действительно, раньше чеченцы были настоящие, и у них не было никаких комплексов. Они говорили не о религии, не о Боге, потому что в каждом человеке есть Бог. Зачем затрагивать его? И парень стоял, объяснялся в любви девушки. Девушка тоже говорила ему, смотря в глаза: «Я тебя тоже люблю, любовь моя». Любовь моя. Да, смотрите, значит, это правда, что любви все возрасты покорны, да, выходит так? Ну да. И да. А значит, любовь это является самым основным двигателем в человечестве, да, который толкает людей на подвиги, на новые покорения вершин, на то, чтобы созидать, там что-то новое познавать, доказывать. Да, и особенно раньше у чеченских парней это было такое все более настоящее. Да, по-моему, да. Вы кажется, вы находитесь в станции переливания крови скорой медицинской помощи, или вы среди пожарников, или вы находитесь в полицейском участке диспетчером. Ну, что-то там происходит. Маржан, вот к нам, вот у Лейлы нашей прекрасной, у нее микрофон включен. Она хотела что-то добавить, я думаю. У нее вот уже ей охота что-то добавить. Может быть, все-таки Лейла что-то добавит? Не, я слушала ваш диалог, заслушалась. Мне нечего Не добавить. согласны с тем, вот категорически не согласны с тем, что вы рассказали, да, Жнова? Абсолютно поддерживаю Маржан. Очень хороший сюжет, тема. Рада, если у нее получится. Хорошо. А вот если Маржан все-таки сможет реализовать свой проект, мы надеемся, а возможно и не сможет. Ничего страшного, если даже не сможет. Потому что мы же все-таки реалисты, мы не мечтаем. У нас нет таких мечтаний, мы сделаем, но на самом деле мы не сможем. Допустим, если она реализует свой проект, вы пойдете в кинотеатр, вы заплатите свои кровные $15 за то, чтобы посмотреть этот фильм? Конечно, без сомнения. Все, более 150 тысяч чеченцев, находящихся вне территории оккупированной Чеченской Республики. Из них 180, допустим, те люди, которые могут идти смотреть этот фильм. Мы сейчас прям сделаем подсчет. 150 тысяч возьмем. И каждый из них заплатит 15 монгольских тугриков. Сейчас, подождите. Умножаем на 15. Получается 2 250 000 монгольских тугриков. Как вы думаете, бюджет нормальный для такого фильма, который как бы вы хотели снять? Это ко мне вопрос? А это к вам вопрос, да. Да, и я бы хотела бы больше половины отдать деньги своему селу, откуда Это, я пожалуйста, умоляю, не потратила. отдавайте себе. На швейцарский счет положите, пожалуйста. Нет, вот именно Я вас умоляю, я не отдавайте, я вас прошу, не озвучивайте это. Потом придет отдать. Нет? Никому деньги не Окей. давайте. Всегда храните деньги для себя, да. Все равно от этого вам благодарности никакой не будет. К нам присоединился миллионер. К нам пришел Кешем. Да. Миллионер, у вас есть что-нибудь сказать? Он тоже, между прочим, будущий спонсор всех фильмов чеченских. Да. К нам присоединился ЛД, Дышни.
Лишний ЛД. ЛД, слышим вас. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. С нами точка. Marshall, domosszerg. Marshall, Marshall, Fiscal General, des Suchen und Mokshin, ja, Schulze, Gamja, Dikdui, Mokstui, Aschbisch, Fatmel, diese Lacha, Dikdui, Machstui, Schwarz, LD, Санхоми, Вош, Шварц, LD уже ушел на Альбурак, и все, его мы больше не услышим сегодня. Сегодняшняя тема была тоже одна из тем сегодня, заключалась в том, чтобы донести широкой общественности, тем, кто будет нас слушать, что человек, у которого забиты мозги арабскими сказками с малых лет, с 5 лет, он никогда нормально в школе учиться не будет. Его мировоззрение будет искажено. Он будет, так скажем, с малых лет его учат врать. Он с малых лет растет во лжи. Он просто купается во лжи. И все вот эти вот мечети, все вот эти вот медресе, все вот эти вот исламские рассказы, все суры из аята, из Корана, и также все хадисы, они с малых лет учат ребенка врать. И он сам того не подозревая, сам себе не отдавая отчет, растет во лжи. И когда он достигает возраста от 15 до 18-19 лет, когда он должен правильно осознавать и принимать этот мир, он его принимает и видит через призму лжи, исламской, арабской лжи. Вот сюжет нашего сегодняшнего прямого эфира. Для того, чтобы это правильно показать и привести пример, мы скажем, допустим, зачитаем вам про рыбу Нун. Вы скажете, зададитесь вопросом, ну почему про рыбу Нун? Причем тут это? Когда сюжет очень важный. Но мы ответим очень просто. Если маленький ребенок с 5 лет, ему рассказывать сказки про Нун, про какого-то кита или арабскую какую-то книгу священную, Коран, которая на самом деле является арабской версией индусской, индийской Камасутры, значит, сношение, совокупление разных позиций, форм. Это правда. Кто может, кто не верит или кто хочет возразить, пожалуйста, заходите, читайте любую суру, любой аят из Корана, все будет сводиться к тому, промежности мужчины и женщины, заднему проходу, ротовым ласкам, телесным усладам. Это факт. Он был таким фактом, и он останется до скончания рода человеческого. Потому что, чтобы это понять, нужно вернуться в 7 век и принять мировоззрение тех бедуинских арабов, которые находились в этих пустынях. Единственное, что их интересовало в этих своих шатрах, на этих своих верблюдов, кроме того, чтобы пить верблюжью мочу, это совокупляться. Но так как они жили вокруг оазисов и были безграничные просторы этой пустыни, саудовской, аравийского пустынного вот этого полуострова, то женщин у них было мало. И чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, все-таки мужчина является более-менее сильным, они насиловали своих двоюродных сестер, насиловали до принятия ислама, так называемого этого пророка Музмана, своих матерей по аналогии с львами. И поэтому есть там такая сура 4.23, потом еще есть сура 33, в суре Аль-Асхаб, Аль-Ахзаб, союзники, там тоже есть упоминание, что вам дозволят такие-то женщины. Начинать надо читать от суры 33-38 до суры 30, то есть сура 33, аят 38, читать до суры 33, аят 50. Там тоже есть такое есть напоминание, что ваши матери вам не дозволены. Это идет связка суры 4, аят 23, и в суре 33, там, я по памяти не знаю, если надо будет, зачитаю, тоже никаких с этим проблем нету. Там тоже напоминается, что матери вам не разрешены. Там четко не говорится, но они говорят, что есть там двоюродные сестры, все дозволено, но матеря там не упоминается, в принципе. Поэтому мы возвращаемся в 7 век. Мужчина, арабский бедуин, в своем там каком-то одеянии, там, лоскуток материи вокруг него, он насилует этих женщин, которые принадлежат его же роду, своих двоюродных сестер, по материнской линии. Потом нападает на караваны, таких же бедуинов, как он, убивает этих мужчин, которые ведут караванщиков, забирает их жен и детей себе в рабство, насилует маленьких мальчиков, задний проход, защищая как бы
как это сказать, приводя это в нормальное, как бы, естественно, состояние тем, что у него нет усов и бороды, потому что там так написано, безумных мальчиков. Потом насилует мать этого мальчика, потом насилует дочерей. Ну, короче, там полное насилие, разврат, похоть, нападение на караваны. И чтобы понять, вот мы почему об этом говорим, чтобы понять, человек, арабский бедуин, вот слово было, оправдывает это тем, что это разрешено, вот именно безумных мальчиков, тем, что это разрешено по сунне пророка, это потом они начали оправдывать. А до этого у них это было просто нормальное существо, нормальное состояние арабского общества бедуинского. Почему мы об этом разговариваем и рассказываем? Чтобы понять всю суть Корана, нужно вернуться в 7 век. И чтобы вернуться в 7 век, нужно понять быт, нравы и жизнь тех арабов того времени, которые населяли этот аравийский полуостров. Он был бедный, торговые пути практически по нему не проходили, потому что Великий Шелковый путь проходил через Сирию, Ирак, город Мекка, Медина, да, Медина, Ятриб, это если так взять по-еврейски, там чуть-чуть заходили, но все равно эти пути были не было никакого смысла переходить через Аравийский полуостров, потому что там место пустынное, там пустыня, там пески, есть только некоторые колодцы, которые не могли выкопать, и оазисы. И вся жизнь вот этих всех бедуинов, она строилась вокруг этих оазисов и грабежами друг друга, убийством и насилием друг над другом. Верблюдов они друг у друга воровали, нападали на всякие вот эти караваны мелкие, местечковые, брали в плен этих всех женщин, насиловали их, потом продавали, всех в рабство брали, друг друга в рабство брали. Вот вся эта жизнь вот 7 века, арабская, бедуинская, она вся, в принципе, вот эта вот развратная, похотливая, насильная, человеконенавистническая, мародерская, бандитская, она потом этим же пророком Мухаммадом, который из этих же арабов и происходит, она была чуть-чуть сбавлена библейскими сказками, еврейскими сказками, которых он нахватался, будучи караванщиком, выйдя, будучи молодым за старую женщину, более-менее богатую Хадиджу, которая его взяла за то, что он сам был грабителем. Он сказал, если я себе возьму в жены, так, ну, как мужья, какого-то грабителя-караванщика, то он будет сохранять мои караваны. Да, она как бы тактически правильный ход сделала, выбор. И он, в принципе, защищал ее караван. Но как она умерла, он пошел по накатанной, во все тяжкие, как говорится, ударился, начал там насиловать 6-летних, 9-летних, безбородых, безусых мальчиков. И все это он легализовал в священной книге Коран. И если мы читаем этот Коран через призму 7 века, через бедуинов, это все нормально. Оно так и должно быть. Потому что человек, который входит в 7 век, как говорится, вот этот Кастекский говорит, надо нам всем в религию входить полностью, Аллаху алим. Заходите в религию, он говорит, полностью, не думая, не задавая себе вопросов, без критики, без критического мышления, то, конечно же, для тебя это все становится нормально и нормой. Но если смотреть с нормального человеческого взгляда, даже средневекового, не 7 века арабского бедуинского, а просто человеческого, чеченец, там, допустим, в горах Чечни или на равнинах Чечни, это ненормально. Это вообще ужасная вещь. И поэтому, чтобы принять Коран, ты должен стать арабом 7 бедуином 7 века, арабским бедуином, который живет в песках. А чтобы критически посмотреть на всю эту сказку, ты должен быть просто человеком. И ты увидишь все изъяны, несоответствия, и все то, что там навязано этим арабским бедуинским миром и возведено в религию, которая, она религия сама по себе не является, а является сектой. Сектой пророка Мухаммада. И вот в этой книге, если мы читаем вот именно с нашей позиции, с сегодняшнего дня, мы видим все распутство, насилие, похоть, разврат и вот это вот именно человеконенавистническая сама сущность этой секты. Человеческая жизнь там не ставится ни во что. И сама по себе она является Камасутрой, ты читаешь, и все вокруг. Ну, смотрите, как человек, который живет в 7 веке, может писать о высокоинтеллектуальных вещах, тогда как он сам является невысокоинтеллектуальным человеком. Он и писать не умеет, и читать он не умеет. Как он может о высоких материях говорить и размышлять? Потому что у него очень примитивное мышление. У пророка Мухаммада очень примитивное мышление. Мышление хищника, лжеца, человека, который может обмануть для того, чтобы прийти к своей цели. Вот такой, знаете, хитрый такой пес, шелудивый. Он не может писать в Коране о высоких материях.
Он не может, даже если он хочет оправдаться, что это от Аллаха, высокое что-то там написать, потому что его мозг, он не способен мыслить. Он не способен мыслить о высоких материях, о чистых светлых вещах. О общечеловеческих ценностях он не способен мыслить об общечеловеческих ценностях, таких как равноправие, любовь, чистота, сохранность человеческой жизни. Он не сможет об этом думать, потому что он является примитивным арабом, бедуином, убийцей, насильником и маньяком. А чтобы думать об общечеловеческих ценностях, которые могут подходить и для черного, и для белого, и для красного, и для человека любой так называемой религии, человек должен быть интеллектуалом сам по себе, по сущности своей. Каковым пророк Мухаммад не являлся. Он не является высокоинтеллектуальным человеком, и все, что он высказывал, и все, что он дал записать обратно в этот Коран, и то, что было написано так, этими праведными халифами, это не является высокоинтеллектуальной материей, даже теологией. Это секта Мухаммада. И если мы читаем этот Коран вот, через вот, человеческие, общечеловеческие принципы, то мы видим всю вот эту вот грязь, похоть, насилие и вот эта вот фашистская идеология, человеконенавистническая, расистская идеология, которая всегда говорит: отрубите голову, убейте человека, зарежьте, отрекитесь от него, отрекайтесь от родителей, отрекайтесь от родственников, насилуйте своих членов семьи, двоюродная сестра, троюродная сестра, брата убей, брата. Если что-то тебе, он что-то противопоставил или сказал против своего главаря секты, убей его тоже. Вот нельзя против пророка ничего сказать мусульманам. Абсолютно ничего нельзя. Они просто с ножом выскакивают, начинают убивать. Они даже не думают, они заходят и говорят сами: я своего отца продам, свою мать продам за них, сам себя отдам, свою дочку отдам. До такой степени они лоботомизированные, патологические, психологические, психиатрические, неуравновешенные, больные люди. И вот в этом Коране самом по себе не может быть, как мы только что сказали, общечеловеческих, высоконравственных, высокоматериальных ценностей. Это просто арабская насильственная камасутра. Насильственная, просто животное камасутра. Все там промежность, задний проход, рот, отрубить голову, отрубить руки, ноги, насилие, бросить, закопать, убить, отнять. Так вот, если с малых лет ты своему ребенку говоришь: вот смотри, вот здесь есть такой Бог, Аллах его зовут, его пророк — это пророк Мухаммад, и ты говоришь, с 5 лет ему объясняешь: вот твоя религия — это ислам, ты должен тут там это делать, поклоняться сюда, молиться, там 5 столпов, хадж, закят, там, не знаю, шахаду делать, обрезание, там, что там еще, хаабу, там, держать пост. Но этот ребенок, допустим, мы берем цивилизованный мир. Мы не будем говорить о странах Ближнего Востока, Средней, там, Азии, там, отсталых африканских стран. Мы берем цивилизованный западный мир. И мы берем среднестатистическую чеченскую семью, чтобы было ясно. Потому что мы работаем для чеченской аудитории. Мы не работаем не для мусульман там, всего мира. Мы не боремся против, да, напоминаю, мы не боремся против ислама, мы не боремся против Корана, мы не боремся против исламских стран, против их цивилизации, их культуры. Это нам абсолютно неинтересно. Мы просто доносим все как есть, без обиняков, без украшения, все как есть. То, что в Коране, то, что в этих хадисах, и то, что преподается как сунна пророка Мухаммада. И мы объясняем нашим чеченским гражданам, именно чеченоговорящим гражданам Чеченской Республики, которые находятся на неоккупированной территории Чеченской Республики, или, допустим, тех, кто нас слушает на территории оккупированной Чеченской Республики, мы просто доносим нашим гражданам всю правду, как она есть. Мы им насильственно ничего не навязываем, мы не говорим «не верьте», мы не говорим им «верьте», мы просто им говорим: вот смотрите, вот то, что вы верите, вот это вот так вот. Не так, как вам преподносят, а тут вот реальность. И мы сделаем прямые ссылки. Идите и читайте. Идите и читайте. Но если вы не можете читать, то тогда читать просите тех, кто вам будет это читать правильно. Не этих мул и имамов продажных, ФСБшных, еще с царских времен, царской охранки, которые навязаны были нам через этих кумыков, татар, или не тех вот этих вот ФСБшных мул, как Муз Магомадов, там Пузик, Шмузик, Абдурахмановы, Янгулбаевы, Заки Ахмад, там Доку Умаров, Абу Цамза, все вот эти мусульмане разнообразные, которые нам в Чечню несли этот джихад, Фатхи, Шматхи, там, кто там только не был у нас. И все это нам внедрялось через
Москву, через Россию, через ФСБ, через СВ, через ГРУ. Любая исламская тема в человеческом обществе, она навязана нам Российской Федерацией, государством Россия, через своих прокси на территории арабских стран. И мы доносим просто правду. Мы говорим, вот чеченцы, вот смотрите, вот это, вот это, вот это, вот это, вот так вот. И поэтому мы сейчас вот берем среднестатистическую чеченскую семью, которая была вынуждена с двумя военными, варварскими, оккупационными, человеконенавистническими военными кампаниями, геноцидом, фактически геноцидом, который засвидетельствован даже в резолюциях ОБСЕ. Также Европейский Союз это принял резолюцию, что был геноцид чеченской нации на территории Чеченской Республики в 20 веке государством Россия русским террористическим образованием под названием Террористическая Российская Федерация. Они просто были вынуждены выехать на территорию Запада, такие как Западный Европейский Союз или страны США, Канада, Австралия. И мы будем брать поэтому среднестатистическую, не такую там высокоинтеллектуальную чеченскую семью, а простую чеченскую семью будем брать, например. Так вот, например, живет семья, такая семья в странах Запада, в странах Европейского Союза. Допустим, они живут, ну, возьмем, например, ту же Швецию, где живет Тузик Абдурахманов. Вот это вот чеченская семья, которая живет на территории Швеции. Они приезжают, у них все-таки бывает такой, знаете, сперва языковой барьер, потом языковой шок, потом культурный шок. После такого культурного шока, который они, через который они проходят, они начинают воспитывать своих детей в этом обществе, в этом социуме, в котором они находятся на данный момент. Ну, в нашем случае, в частности, это будет шведское государство, шведское общество. Очень толерантное на самом деле, и либеральных взглядов. Вот каждый сам по себе там может. Просто они должны общие законы соблюдать, которые шведское государство приняло. А так в личной жизни занимайтесь чем хотите. Хорошо, значит, мы берем среднестатистическую семью. После того культурного шока, который он пережил, этот среднестатистический чеченец, он будь то мужчина, будь то женщина, они начинают искать таких же, как и они, говорящих на одном языке с ними. В нашем случае чеченоговорящих. Когда они начинают искать таких людей, они создают такие, знаете, социальные связи налаживаются, как говорится. Общество, сообщество, ассоциации. Хотят они того или не хотят, но они в каком-то своем культурном пространстве общаются, говорят друг с другом, общаются, по телефону говорят, могут где-то встретиться, хотят какие-то там узы родственные с друг другом наладить, там, выдать дочку замуж, женить своего сына на ком-то. И в эту среду Россия знает, что есть какие-то части чеченской нации, которые смогли просочиться через все кордоны, которые нам они установили, страны Запада, и видя в этом угрозу для своего русского влияния оккупационного, колониального на территории оккупационной Чеченской Республики, и прекрасно зная, что те чеченцы, которые уезжают в Турцию, страны арабского мира, не представляют никакой угрозы для российского террористического государства и ее оккупационной политики на территории Чеченской Республики, потому что те, они растворяются в арабском мире, в арабской культуре, исламской культуре, они становятся арабами, они становятся рабами. Поэтому те, которые уехали в страны Ближнего Востока, арабские страны или Турцию, чеченцы, они не являются носителями чеченской культуры. Они никогда не будут представлять угрозу русской оккупационной власти на территории нашей оккупированной родины Чечни. Потому что они по сущности своей становятся рабами. Они перерождаются, становятся арабами. Араб, он сам по себе уже раб, потому что в Коране, в его цивилизационном подходе, мировоззрении, так все и написано. Раб, будь покорен. Если какая-то власть есть, то она вся от Аллаха, потому что они все помазанники Аллаха. А Россия, как мы знаем, тоже диктаторская страна, у них все, кто приходит к власти, они становятся помазанниками Бога. Они просто тупо, раболепно преклоняются перед властью. Власть там несменяемая, сама по себе, по сущности своей. И они сами называют свою страну Третий Рим. Так вот, по аналогии, Ближний Восток, арабские страны, все чеченцы, которые туда уехали, они по сущности своей перерождаются, из чеченцев превращаются в арабов, рабов, которые будут раболепно служить России, потому что вся верхушка арабская, она под пятой России. Единственное, что их будет заботить, это как поесть, как совокупляться, как сношаться, и типа им дали возможность молиться. Когда человек молится, 5 раз в день читает первую суру и 7 этих аятов, он становится просто зомби, он становится просто тупым, он становится просто идиотом, зомбированный идиот.
Представляете, 45 лет своей жизни ты отдаешь тому, чтобы каждый день читать по нескольку раз в день одну и ту же суру и один и тот же аят. Как бы с первой суры 7 аятов. Это и есть вся молитва. Потом ты там становишься на колени, становишься раком. И вот эти все люди, которые там живут на Ближнем Востоке, в Турции, они довольствуются этим. Они рады. Они говорят, это наша свобода. Что нам еще больше нужно? И там какая-то власть в Чечне, что им не дают говорить на чеченском языке, что их культуру уничтожили, что из них сделали арабов, что их жен, что их матерей, детей, всех превратив в какую-то серую мусульманскую массу, отдают в рабство через так называемые браки арабам, туркам, заезжают там люди, раз денежку сунул, забрал твою сестру. Они довольны, они говорят, машаллах. Почему вы возмущаетесь? Это же халяль. Это же халяль. Аллах нам разрешил, он же мусульманин. Но они забывают, что чеченская нация-то умерла, а потом они под это говорят. Неважно, они говорят. Все от Аллаха, Аллаху алим. И там сказано, говорят они, если есть какая-то нация, которая ушла от религии, от Аллаха, она будет заменена другими людьми, которые будут послушны и поклоняться Аллаху. Поэтому такие там все суры, аяты, хадисы, которые друг другу противоречат, но одновременно все подгоняется по то, чтобы сделать из тебя раба. И они себе этот вопрос даже никогда не задают, на каком языке они говорят, откуда они произошли, какая у них культура, какие у них предки, что их страну полностью уничтожили, что их национальный фонд, генофонд нарушен, что они вообще ничего уже из себя не представляют, что они сами уже не арабы, но являются рабами, что даже детей они воспитывают и дают общаться на другом языке. Приведем пример. Те, которые уезжают в арабские страны, почти полностью начинают употреблять арабские слова. Но на чеченском они говорят мало, одновременно много учат русский язык. А те, которые находятся в оккупированной Чеченской Республике, насильственными методами, их, в принципе, так, знаете, пассивно заставляют изучать арабскую культуру. Вот такие вот опросы проводят на улицах. Вы знаете, сколько у жен было у пророка Мухаммада, например? Зачем человеку с 10-летнему до 25-летнего возраста, мальчику или девочке, знает, сколько жен? Понимаете, эти стирание границ, граней, вот именно морально-нравственных ценностей. Представляете, молодая девушка знает, сколько жен было у пророка Мухаммада. Она должна знать, их было 11. Уже если она это принимает, значит, она готова стать такой же наложницей, рабыней, проституткой. В простонародье это называется проститутка. Женщина с низкой социальной ответственностью. Но не она сама становится. Это и навязывается Россия, и это общество формирует этих женщин, и этих мужчин, и этих молодых парней, которые готовы. Тот же молодой парень, который говорит, я за пророка Мухаммада, по-любому голову отрублю, убью. Когда ему задают вопрос на улицах Грозного, вот эти вот все шныри, которые там косвенно, осознанно, неосознанно работают на эту пропаганду русской исламизации, шариатизации нашего христианского общества, задают вопросы своему же соотечественнику. И говорят, сколько жен было у пророка Мухаммада? И тот молодой человек, который гордый, с такой бородой стоит там, который готов с любым подраться, накачан, там, бицепсы, трицепсы, грудная клетка, там, мощность идет, там, 120-160 берет он на грудную клетку, там, качок, там, становый тягивание 250. Но он отвечает и говорит, у него было 11 жен, и он это принимает в своей голове. Значит, он готов отдать свою сестру 11-й наложнице какому-то мудаку. И тагвац. Потому что это сунна пророка. Но буквально 25-30 лет назад в чеченском обществе этого не было. Никто бы не пошел бы, не сказал бы, это было просто скандалом, что какой-то мулла, какой-то мудак, какой-то хачи-эн приходит и говорит, а я тунец, тем более к отцу. А сейчас так они это навязывают. И говорят, бусалдиня харбей алхалит есть, чья же есть, хар квазла ли озу гигоревой. Хок на остан. Второй олшу эч. И халх и микшдацер, и килочдацер. А хинц изе могучну килочну. И цундер и тагвац, и канжим так была. Мухал, мячой он была, мячой цу. Хента, шистечки. Бухтя, грант, мячой, и тагвац. И тагвар, вяхкаца. Вяхкцуна боцан ау. Мухара, общество и цюхалишу церебу. Но есть внешний фактор – это российская оккупация, русская оккупация, потому что они навязывают нам эти ценности, они навязывают нам этот ислам, они навязывают нам этот шариат косвенно,
Хотя они декларируют, что их Российская Федерация является светским государством. Но они говорят, мы уважаем права мусульман, и в мусульманских так называемых регионах, которые они сами и определяют, они навязывают нам полный шариат. И не спрашивают у тех коренных национальностей и народностей, хотят они этого или не хотят. Но насильственно шариат, построением мечетей, преподаванием в медресе, вот эти всех при мечетях, комнатах молельных, тематическими передачами по центральному государственному телевидению. Полностью идет лоботомизация, зомбирование населения. Так вот если взять вот этот вот аспект, то те, которые сейчас находятся на территории Чеченской Республики, оккупированные чеченцы, и те, которые в странах Ближнего Востока, Турции, они не представляют, в принципе, уже опасности российскому оккупационному режиму и вообще российскому колониальному государству, империи, угрозу. Они уже рабы сами по себе, они уже обесчечененные, не знающего родства, как говорят чеченцы, ихваны, родства не помнящие. Просто вместо Иваны мы вставляем арабское слово ихван, и получается ихван, родства не помнящие. Он является серой массой в какой-то исламской уме, но он одновременно является недотурком в Турции, потому что турки их не принимают, и недоарабом в арабских странах. Но он гордится этим, и он хочет полностью стать их частью их общества, их социума. И он делает все, чтобы стать ими. Потому что всегда его отторгают, но он делает все, чтобы стать. Дает имена арабские, трехформенные, Ибн Абдул-Зах, Абдул-Малик, Абдул-Кудус, не знаю, кто там. А в турецких странах, которые, они дают полностью турецкие имена. Мехмед, Хухмед, Жухмед, Хуйхмед, Мишхуй, там все, короче, вот турецкие имена у них тоже. Западнет, Ваганет, Хвархунет, Хвархузат, там, Сями, заднеприводный, Ща, Елца, Шептигарающий. Я говорил, что, чтобы это, я специально когда такие слова употребляю, хотя мне это не нравится, чтобы задеть чувство, чтобы проснулись все-таки в них вот эти вот чеченские фибры души, чтобы они поняли, что, вот что надо мной делать. И меня делают кверхузада заднеприводного. Таковым я не являюсь сам по сути своей. Это не моя культура, это не мой социум, это не моя органическая вот эта вот масса. Я не принадлежу к этой цивилизации, чтобы они проснулись, мы это говорим, а не для того, чтобы их унизить. Так вот, они становятся турками, а там становятся арабами. Как мы знаем, они уже все, они довольствуют только тем, что им дают молиться, и они довольны. Они все уже они себя не противопоставляют даже русской цивилизации. Они даже гордятся. Да, и что самое важное, когда они живут в этих странах, они учат своих детей добавок дополнительно к тому, что они уже их воспитывают на арабском языке или на турецком языке, русскому языку. Они не учат их чеченскому языку. Они общаются между собой на арабском, турецком, а самое главное, на русском языке. Чеченский язык полностью выхолащивается, он уничтожается. А вы скажете, а почему вы говорите на русском языке? А мы говорим на русском языке, чтобы вот эта вся наша публика широкая, которая находится в странах западных, цивилизованных стран, США, Европа, Канада, Австралия, и те, которые находятся в оккупированной Чеченской Республике, и те, которые находятся в Турции, и те, которые наши чеченские граждане, этнические граждане в странах арабского мира, Ближнего Востока, могли нас услышать. Мы работаем на них, мы доносим им на том языке, который нам навязала империя. Потому что если я узкопрофильно сегодня буду говорить только на чеченском языке, из 100% аудитории меня услышат только 40%, потому что все другие уже говорят на других языках. Поэтому нам приходится пользоваться теми же орудиями и методами, которые применяет против нас та же русская империя. Говорить на их языке для тех рабов, которых они создают. Чтобы они вышли из этого рабства и стали нашими полноправными, снова гражданами чеченской нации и представляли все-таки чеченскую этническую единицу в этом мире, в этом народе, семействе всех вот этих наций и государств. Чтобы они поняли, что они чеченцы, они не являются ни арабами, ни турками, ни русскими. Но они себя не должны противоставлять мировому обществу, цивилизации и человечеству. Но они являются все-таки чеченцами, гордо носить это имя и свою нацию любить, а также уважать другие нации. Человек, который не любит свою нацию, не уважает свою нацию, он никогда не будет любить другую нацию, другую цивилизацию. Вы видите, что они здесь творили вот буквально 2 года назад? Заходили, кричали: «Меча, душу, ног, чула». Где ваша чеченская культура? Наши чеченоговорящие граждане, так называемые.
Говорили, у вас нету книги, хотя у нас есть Новчула кодекс. Они говорят, вот наша религия ислам, мы только должны быть мусульманами, наш Коран, у нас сунна, наша жизнь это Коран и сунна пророка. Но сегодня они уже успокоились, угомонились, они поняли, что мы можем дать им отпор. И вот мы работаем на них теми же методами, теми же орудиями, которые против нас использует та же империя, Российская, Русская Федерация, террористическое образование. И ту же религию, которую они нам закидывают, и которой они лоботомизируют нашу нацию, мы эту же религию против них не будем использовать. Но как мы ее будем использовать? Не в корыстных целях, а просто будем раскрывать всю сущность этой религии. И говорить правду. И читать все как есть. Не украшая, не приукрашивая, не навязывая, не наговаривая, не искажая. А все как есть. И пускай чеченская нация выберет. И каждый гражданин чеченской нации, именно чеченской нации, именно этнический чеченец, если он себя таким осознает и определяет, выберет для себя, являюсь ли я чеченцем или какой-то серой мышкой в русской оккупационной парадигме, выстроенной русской террористической системой под названием Россия и навязанным нам через ислам, каким-то мусульманином, ихваном родства не помнящим, или я все-таки чеченец. Я отторгаю все ненужное, чуждое, из себя все это выкидываю и возвращаюсь в свою культуру, в свою цивилизацию, возвращаюсь, как говорится, к истокам. И вот мы все это объясняем для того, чтобы было яркое, четкое понимание. А мы возвращаемся к нашей шведской семье, среднестатистической, вынужденно покинувшей чеченскую оккупированную нашу страну, русским террористическим образованием, чеченской, среднестатистической, бедной семье на территории Швеции. Вот на территории Швеции. Вот эти чеченцы, которые начинают между друг другом налаживать какие-то связи, российское террористическое образование под Россией через своих агентов влияния и своих МУЛ, штатных и нештатных агентов ФСБ, ГРУ, СВР, чеченоговорящих, не чеченоговорящих, таких называемых, так называемых мусульман из стран Северного Кавказа, оккупированных, там, лакцы, даргинцы, аварцы, без разницы, татары. Они внедряют в наше чеченское общество через мечети, через все вот эти вот информационные порталы, интернет, своих МУЛ, которые начинают пропаганду. Мы же мусульмане. Они начинают говорить красиво. Мы же мусульмане. У нас вот такие ценности, у нас традиционные ценности, у нас консервативные ценности. Смотрите, какая красота ислама. Вот Аллах так сказал, вот пророк так сказал. Видите, пророк даже был очень добр ко всем мусульманам. Он равноценно относился к своим женам. Он им оставлял наследство. Говорят красивые вещи. А человек, который полностью не владеет шведской культурой, не интегрирует в шведский социум, у которого на 24 часа в сутки если взять, он где-то там, например, поработал 7 часов где-то, возвращается, ему скучно, и он слушает, начинает эти русскоязычные вот эти вот сказки на русском языке, русскоязычные сказки, про арабские сказки. Представляете, куда его заводят? И он на автоматическом режиме, знаете, на таком подсознательном режиме начинает себя зомбировать. Он входит в эту систему. И он говорит, да, я не такой. И на самом деле это правда. Он приехал в чужую страну, и он не такой, как шведы. Это факт. Он выходит, я не такой, как швед. Конечно, ты не такой, как швед, потому что ты не владеешь их языком, ты не знаешь их культуру, ты не ходил в одну и ту же школу, что шведы. Ты не разделяешь одни и те же ценности, потому что ты иностранец, ты иммигрант, ты вынужденный переселенец, ты человек, который просит убежища, ты был вынужден покинуть свою страну из-за того, что другая страна, а в частности Россия, зашла на нашу территорию, начала тебя убивать и не дала тебе жить. Она тебе не дала жить на своей земле, на своей родине. И поэтому ты покинул свою страну. И поэтому ты в Швеции чужой. Ты же не сам приехал туда, решил как-то 25, 30, 40 лет. Все, уеду-ка я в Швецию. Нет, ты был вынужден, спасая свою душу и свое бренное тело, выехать за пределы своей родины, убежать. И даже на территории бывшего Советского Союза тебя преследуют. Тебе же не давали и там жить, российские спецслужбы, и те спецслужбы тех стран, так называемых независимых, но которые находятся под колпаком. Возьмем тот же Казахстан, ту же Украину, ту же Беларусь. Они же сами выдавали нас, чеченцев, туда, в Россию, по их выдуманным этим делам, уголовным, процессуальным, вот этим всем, по их розыскам, которые они выдавали в Интерпол, вот, между своими так странами СНГ, вымышленным вот этим преследованием. Они сами выдавали чеченцев, они все работали на Россию. И ты не смог остаться даже в бывшем Советском Союзе. И ты выехал в Швецию. Ну, конечно же, ты не такой, как и они. И ты не сможешь ими быть. Возможно, твое поколение через одно поколение
поколение, второе поколение, третье поколение сможет быть таким, как шведы. Но ты не сможешь быть шведом. Ты должен это просто понять и принять, но сделать все, чтобы ты смог как-то жить в этом обществе. И вот этот человек, который слушает вот эти вот русские сказки на русском языке, про арабские сказки, про арабскую вот эту версию вот этих всех красивых вещей, но на самом деле, которые искажены и которые правильно до него не доносятся, он в автоматическом режиме зомбируется. И он начинает себя накручивать. Потом эти сказки он начинает воплощать в жизнь. Потом он... А тут идет такой поток наращивания вот этой пропаганды русской, вот этой арабской, ну, русскоязычной, арабской, исламской сказки. Начинают открывать мечети в странах Швеции, например, ну, Швеции, в городах. Там начинают вот эти вот такие, как Музмагомадов, допустим. Мы берем, потому что это очень такой хороший пример. Как Музмагомадов, который начинает говорить: мы же чеченцы, нам нужно все-таки быть вместе. И начинают туда впихивать вот эти свои арабские сказки, примешивать вот эти арабские сказки бедуинские. Но он, правда, тоже никогда не говорит. И тут вот этот чеченец, про которого мы говорим, он говорит: я здесь один, мне нужно идти к своим чеченцам. Входит в эту мечеть, там начинает себя заполнять вот этой вот русскоязычной арабской культурой. Он начинает зомбироваться. Потом это все он переносит, проецирует на свою семью. Он говорит своей жене: жена, мы мусульмане, мы чеченцы, мы не такие, как они. Одевай на себе на голову черный мешок. Заставляет одевать на голову своей жены черный мешок. Потом она одевает этот черный мешок. Она же общается с такими чеченками, как она. Она начинает рассказывать те сказки, которые рассказывает ей муж, которые ее муж дает ей слушать. Она потом говорит другой чечен, который еще не в мешке: а ты знаешь, мы же не такие, как шведы. Мы же чеченцы, мы мусульмане. Она же пророк говорил так. Потом вот так вот это все идет цепочкой, и это есть эснад, на арабском языке эснад. И вот эта вся эснад, эта блядская распутная цепочка, распространяется как паутина, заразный вирус, как коронавирус среди чеченского общества. Русские нам этот яд, это блядство, это распутство под названием ислам вот таким вот тихим методом закидывают, усиливают, наращивают и распространяют. И вот это все распространилось в нашем чеченском обществе. Одновременно в Чечне наращивается исламское духовенство, навязывается насильным методом вот этот вот ислам, строят мечети, на государственном телевидении рассказывают эти арабские сказки, ну, в другой версии, немножко разбавлю, типа суфистской, но по сущности своей салафистской, а салафиты, как вы знаете, это фундаментальный ислам. Это значит только Коран и Сунна. И вот этот чеченец среднестатистический, который живет в Швеции, он оглядывается на свою родину Чечню, он смотрит Чечню и видит там тоже то, что он видит у себя здесь в мечети. Там такой же Музмагомадов Рамазан в мечети, как у него в Швеции. И все они, Рамазаны Музмагомадовы, в одной связке, по одной методичке рассказывают ему о прекрасном, о чистоте и о святости и о великолепии исламской цивилизации, русского ислама православного, который основан на Коране и Сунне. И он, сам того не подозревая, осознает и признает и растворяется в этой сказке и становится частью этой сказки, которая выгодна русскому теоретическому образованию. Он становится рабом. Он перестает быть чеченцем. Он смотрит Чечню, видит там такие Рамзаны Музмагомадовы мечети, тот же ислам, который он исповедует, проповедует здесь. И тут у него такой же в мечети Рамазан Музмагомадов, который в хороших телефонных беседах с местными чеченскими так называемыми Рамазанами Музмагомадовыми, которые подконтрольны ФСБ, ГРУ, СВР на территории Чеченской республики. Возьмем пример Хамзата Чумакова, это тоже одно и то же. И они все в одной связке красиво друг с другом говорят, всегда призывают к Аллаху, исламу, что мы вот, мы чеченцы, но наша культура вот такая, мы арабы, и все это, вся эта жуть, вся эта мразь, все это мракобесие, вся эта грязь, она в чеченском обществе уже внедрена, укреплена и культивируется. Так, это одно, да, мы разобрали. Потом мы берем детей этой среднестатистической чеченской семьи. Допустим, у него ребенок с 5 лет, он растет на территории Швеции. Он уже поражен этой болезнью, русским, исламским, православным шариатом, полным головного мозга. Он своего ребенка ведет в школу. Тут у него же жена в черном мешке, которая волочит по тротуару эти черные материи, по тем тротуарам, по которым шведы водят своих собак, которые срут и срут на эти тротуары, но каким-то чудесным образом у них всегда все красиво у этих мусульман, и они сразу могут молиться в любых местах. Хотя в исламе, они как говорят, собака самое грязное животное. Ладно, это так просто часть, скобка закрывается в нашем рассказе.
И вот они дают своего ребенка в школу, ну, не в школу даже, а в детский сад. Ему 5 лет ребенку, допустим, возьмем, это будет мальчик. Вот в шведский детский сад. Но до 5 лет-то он ему рассказывает вместе со своей супругой, матерью своего ребенка, какие сказки? Русские, православные, ахлюшка, сказки из Корана и Сунны. Искаженные. И этот ребенок зомбирован уже. С 5 лет уже практически его мозг такой, знаете, чистый, светлый, непорочный мозг уже забит этим полным дерьмом арабским. Полным русским православным арабским дерьмом. Он уже знает, что есть Аллах. Он уже видит свою маму в черных вот этих мешках одеяниях. Он уже видит своего отца с бородой до пупка, который всего боится, на работу ходит, оглядывается. Постоянно, когда он молится, он говорит, меня притесняют, меня здесь не любят. Это же все передается на психологическом, на подсознательном уровне этому 5-летнему ребенку. Этот ребенок понимает, что что-то здесь не то, что его родители боятся, когда его берут в магазин, чтобы делать покупки, он видит, что его мать чурается людей, что она не говорит на их языке, что на ее мать смотрят какими-то косыми взглядами. Но ребенок, он на подсознательном уровне защищает свою мать. Он хочет, чтобы мать ее принимали хорошо, чтобы она не боялась. Этот страх передается через мать этому ребенку. И он понимает, ребенок, что он какой-то не такой. Он какой-то не такой в этом обществе. Я какой-то не такой, моя мать какая-то не такая, мою маму не любят, значит, не любят меня, но я хотел бы защитить свою маму, но я маленький, и я смотрю на своего отца, и мой отец какой-то не такой, с такой бородой до пупка, с какими-то арабскими халатами или с пакистанскими платьями. И он тоже боится, постоянно жалуется, что его притесняют. Но он же слушает его на этом языке, на котором они с ним говорят. Он там, например, говорит, я пошел на работу, на меня там что-то сказали, я хотел помолиться, мне не дали помолиться, мой Аллах меня простит. И это все передается там 5-летнему ребенку. Он растет в страхе, в отторжении, в непонимании того социума, общества, в котором живет. Все это ему передается на подсознательном уровне. Этот ребенок уже заражен этой болезнью, русским православным исламом. Он не любит это общество, он боится этого. Это общество уже, это шведское уже 5-летний ребенок. Но ему, по законам этой страны, он вынужден, не только он, а его родители вынуждены отдать его в детский сад, потому что здесь такие социальные службы, они говорят, где ваш ребенок? Он же родился в нашем госпитале. Вы не можете его исключать из нашего. Он должен. И они его отдают в этот детский сад. Но одновременно говорят, это буду начать на русский. Смотри, сынок, не слушай их сказки. Ты мусульманин, ты должен верить в Аллаха. А Аллах это самое все передал через пророка Мухаммада в Коране. А в Коране вся правда, вся истина, вся мудрость, вся святость. Ты же видишь, как они нас не любят, они говорят ребенку 5-летнему. Как смотрят на твою маму. А мама тоже даже, на меня так смотрит. Или отец говорит, ты же видишь, как твой папа страдает. Они нас не любят. Знаешь, потому что я на правильном истинном пути. Но они все кафиры. Вот так и говорит. Но они все вокруг кафиры. Они меня не любят. Они на ложном пути. Они все будут прямом для ада. Он 5-летнему ребенку рассказывает. Они все будут гореть, а там так страшно. И ребенок, вы знаете, не слабая все-таки, не устоявшаяся личность, с непрочной психикой, он так начинает бояться всего этого. Он так загружен. Он в таком страхе живет. Он просто околдован. Он в такой, знаете, в химере живет. Ему отец это все впихивает. Они все являются топливом. Он на этих всех людей смотрит, этот ребенок. Для него они все враги. Это все является топливом ада. И этот отец ему рассказывает про этот ад. Прошу прощения. Как там будут все гореть. И ребенок просто, он в ужасе. Он запуган. И он думает, мой отец один здесь на правильном пути. А отец не рассказывает, почему он приехал уже в эту Швецию, какая у него история, из-за чего, как Россию убил. Он говорит с позиции исламской, цивилизационной вот этой вот, с позиции исламского цивилизационного подхода, мировоззрения, он говорит своему ребенку. Он ему не говорит, что вот я чеченец, на нас Россия напала, в 17 веке нас она уничтожает, занимается геноцидом, постоянно нас выжигает, убивает, выселяет, не рассказывает историю про то, как они первый раз были вынуждены уехать в Турцию, на Ближний Восток, что те люди, которые уехали оттуда, потом вернулись некоторые, которым не давали возвращаться, а те, кто там остался, ассимилировали, что это их история, историческая страна, Чечня, что он должен говорить на чешском языке, что у него свой язык, своя история, свои предки, своя культура, своя география. Это он ничего не говорит. Он ему
впихивает, рассказывает, вбивает в его неокрепшие мозги всю арабскую вот эту вот ересь. Потому что Россия навязала ему это мировоззрение, он сам того не подозревая, делит себя с мировым сообществом и уходит в этот арабский мир, который построен на лжи, на ненависти ко всем. И он вбивает всю вот этот цивилизационный мировоззренческий подход своему маленькому ребенку. И ребенок себя ассоциирует каким-то мусульманином, непонятным каким-то серым мусульманином, принадлежащим какой-то умме, который постоянно унижает, который постоянно хотят унизить, убить, уничтожить. И вот все вот эти вот кафиры вокруг него, и тут у него один отец, но он не задает себе вопрос, потому что у него нет этого критического еще мышления. Молодой мальчик, 5 лет, чтобы задать себе вопрос, а как мой отец туда попал? Он же не может все это анализировать, у него просто не хватает мозгов. Но и отец ему это не рассказывает с матерью. Это он потом поймет, когда станет взрослым. Но он уже будет полностью испорченным, загаженным. Если он до этого возраста еще доживет, если он не поедет в какую-то Сирию или в другую какую-то страну, или с ножом на кого-то не нападет, или его не застрелят там сотрудники правоохранительных органов за то, что он представлял угрозу их обществу. И он просто напичкан этой всей вот этой вот грязной русской православной пропагандой идет, он, значит, насильно его дают. Он туда не хочет идти, этот ребенок. Ему лучше идти в мечеть с отцом, с матерью, и там кувыркаться в медресе такими же вот заднеприводами, кверху задами, растителями малолетних детей, имамами, мулами, которые ему учат арабскому алфавиту уже, начиная с 5 лет. Алиф, ба, та, дела, зела, ха, ха, потом хаттарчи, маттарчи. Потом ему начинает, там же тоже честно приходит, он начинает более-менее говорить с ними, они такие, как он, а другие все не такие, как они. А потом, может быть, этот мулла его изнасилует, как в Турции, вот последнее событие. Это тоже возможно. Может быть, Рамазан Музмагомадов насилует маленьких детей. Мы это не узнаем когда. Возможно, он этим занимался, потому что есть достоверная информация, что все муллы, которые ездили учиться в Бухару, в Ташкент при Советском Союзе, или те, которые в конце 89-го, начале 90-х, с развалом Советского Союза могли, имели возможность и были направлены российскими спецслужбами, ФСБ, КГБ и так далее, в страны Ближнего Востока для того, чтобы изучать этот так называемый ислам, Аль-Асхар, Сирия, Дамаск, Саудовская Аравия, там не сильно принимал, но все-таки их всех там изнасиловали, пропустили через задний проход. Потому что все муллы, которые там сидят, видят белого чеченского мальчика, который приезжает безбородого, сразу у них в голове что? Похоть, разврат, надо его изнасиловать. Они их там насилуют, говорить они об этом не могут, приезжают все, сломанная судьба, психика, и начинают обратно же пропагандировать тот же ислам в чеченском обществе. И вот эта вся грязь, вот эта вся ересь, все это распутство, вся эта похоть, вся эта так называемая, как они говорят, консервативные ценности на самом деле, вот эти вот педорастические наклонности, так и скажем, как есть, вот эти вот все, они внедряют в чеченском обществе и занимаются растлением малолетних детей в этих мечетях. Так вот возвращаться в Швецию. Рамазан Музмагомадов, который преподает это образно, это персонаж, так что в этих мечетях уже ему забил мозги этим всем дерьмом арабским, русским. А для нас всех это русское дерьмо. Что арабы, что русские, это все одно для нас. Они все, по сути своей, являются рабами. Но он уже забит этой головой, вот этой арабской вот этой сказкой с притчами, вот этими, там этими арабскими этими сурами, сказочными, красивыми, ну так, поднесенными. Идет в детский сад. Его же отдали в детский сад для того, чтобы пособие, видите, чтобы их забрать. Жена не работает на черном мешке сидит дома, общается с такими же мешкообразными, как и она. А этот мужчина с бородой, он общается с такими же, как и он. Но работает, так скажем, по черному, там, по белому. Так, контракт он, конечно же, не заключает на 10-15 лет, потому что он, в принципе, уже работать не хочет. Почему он не хочет работать? В принципе, это его вина, но, с одной стороны, не его вина, потому что его голова забита арабскими сказками, которые навязало русское террористическое образование через своих мул. Я должен умереть. Он измеряет эту жизнь как какой-то промежуток перед главной жизнью, вечной жизнью в том мире. Для него эта жизнь на земле 50-60 лет. Это испытание. Он не видит себя в этой жизни. Он уже боится всего. Он идет на работу, он просто молится и ждет этой смерти и хочет попасть в рай. И поэтому он не подписывает контракт на 10-15 лет. Но он делает все, чтобы работать где-то, подрабатывать по черному, купить себе какую-нибудь машину, может быть, домик там построить в Чечне.
и ходить среди таких же, как он, в мечеть и рассказывать друг другу сказки. И, если есть возможность, жениться еще на другой такой же мешкообразной распутной женщине. Чеченоговорящий, но если не чеченоговорящий, то хотя бы другой говорящий. Будь она сомалийка, эфиопка, арабка, марокканка. Но за такого мудака ни одна женщина не ходит, потому что он не работает, во-первых. Во-вторых, у него нет денег, и в-третьих, он не говорит на этом шведском языке. В-четвертых, он не интегрирован в том, что любая нормально здравомыслящая женщина, она хочет достойного мужчину. Она не хочет какого-то мудака, который боится всего на свете, даже если она мешкообразная. Даже эта мешкообразная, она очень меркантильная, практичная, прагматичная женщина. Потому что, чтобы удовлетворить ее промежность, ты должен все-таки сделать ей какие-то подарки в финансовом эквиваленте. Любая мешкообразная сучка, так скажем, пахпушка, блядюшка, она никогда не выйдет за бедного мусульманина. Она никогда не выйдет за бедного мусульманина. Это факт. Она всегда будет искать богатого мусульманина. И там же так написано в Коране Сунни. Нам нужны... Хотя это не смешно. Там же написано, вы должны быть равноправными, равноценными. А этот мудила, как его еще назвать, бородатый, который мечтает о четвертой, второй, третьей жене, думает за то, что он молится, ходит в мечеть, за него выйдет вторая, третья жена. И они, чтобы это сделать, они говорят, нужно выбирать женщину не такая, которая там умная или что, а именно в религиозном плане. Иман, чтобы у нее был хороший. Религиозный нужно быть. Видите, как они сказки рассказывают? Но у некоторых это получается, потому что они могут зомбировать голову этих людей. Они могут зомбировать голову этих людей. У некоторых это получается, но не у всех. Ну ладно, это уже другой сюжет, это о другом. Это о том, как разваливаются семьи. Это уже семейный вопрос, это можно обсудить в других наших прямых эфирах. Сегодня мы на этом зацикливаться не будем. Мы зацикливаемся на воспитании наших детей. И на воспитании, которое заключается на исламских сказках, построенных на Коране и Сунне. Так вот, этот 5-летний ребенок, как мы знаем, он уже полностью испорчен. Уже практически в его мозгу находится полное дерьмо, к сожалению. Но вы видите, да, в каком он состоянии идет в школу. Этот чеченский ребенок, у которого загажены по полной мозги, который себя абсолютно не ассоциирует с этим обществом. Он даже не рад идти в этот детский сад. Он себя не видит в этом обществе. Для него все враждебно, все против него. Насильно его же родители, насильно, которые его напичкали этим дерьмом, насильно через слезы ведут в этот детский сад. В этом детском садике этот ребенок ждет одного. Начало и чтобы был конец сзади. Все те 5-6 часов, которые уходят для него, это для него пытка, это для него мука. Он не слушает этих воспитателей. Он не играет с этими детьми, там, шведские или другой национальности. Он не делит с ними никакие вот эти вот общие ценности, игровые какие-то моменты. Он просто находится в состоянии ожидания, в шоке. Он не любит их, он их ненавидит. У него все это в голове, он знает, что он возвращается домой, начинается все с начала, ему рассказывают эти арабские сказки, потом в субботу, воскресенье его ведут в эту мечеть, в этот хыжер, как говорится, медресе при мечети, где обратно он себе там с ними находит такими же, как и он, где он говорит, это для него как глоток воздуха, я такой, как и они, есть такие, как и они, как и я, мусульмане, родства не помнящие ихваны, маленького, малолетнего возраста, но все-таки они такие, как я. И он любит этот момент, он ждет субботу-воскресенье. Он ждет этот поход в мечеть со своими родителями. Он знает, что там такие же собрались, как и он, сектанты. Он не знает, что они сектанты, но он видит, что они одинаковые. И это ему приносит радость, умиротворение. И он себя психологически успокаивает. Для любого ребенка самое важное – еда, спокойная атмосфера, чтобы он мог хорошо поспать и поиграться. Вот все, что ребенку нужно. Возьмите любого среднестатистического ребенка, у него в голове еда, хорошо поспать, поиграться, и чтобы было вкусно. Все, что его интересует. И он находит это в этих же. И вот он формируется таким образом. Пошел в детский сад, он в ожидании, абсолютно ничего там не набирается, доходит до такого возраста, когда надо идти ему в школу. Приходит в школу, у него, как мы знаем уже, с 5 до 7, там, до 8, у него так вообще засранные мозги уже там, загажены. Там дальше, как говорится, дальше не могу уже, все. Там уже все, там уже информация другая не войдет. К сожалению, даже если мы чуть-чуть смеемся, но это катастрофа для нашей нации. Эти все дети, это же не он один. Из этого 300-тысячного населения 290 тысяч таких. Вы знаете, мы же провели работу, мы же изучали, это социология. Мы же данные собрали со всех стран, мы знаем, кто как чем живет.
И вот представляете, с 300-тысячного чеченского населения 290 тысяч таких маленьких ихванов. Вот таких маленьких 5-летних, 7-летних, 8-летних, 9-летних ихванов, которые взращивают нам российское теоретическое образование на территории западных стран. И вот он идет в школу. Насильно, обратно же он идет насильно. Если бы была возможность, его родители его бы в школу не дали бы. Но, как мы знаем, есть законы, социальные законы, там уже детские пособия, как мы знаем, мужчина работать не хочет, он боится, жена у него тоже не работает. Они занимаются такие, они обманывают это общество, которое им дало кровь, убежище, и которое дает им такие же права, как и им самим, и делают их гражданами этой Швеции. Им дают даже это гражданство, но они себя не чувствуют никем в этой стране. Они мечтают о какой-то Чечне, о какой-то Мекке, или хотят поехать в хадж, умереть там, или купить квартиру в Турции, жить среди мусульманских стран, или хотят вернуться в Чечню, оккупировать там, молиться, но они там не едут, все говорят, там не такой правильный ислам, там все-таки притесняют, вот такие вот сказки. Это что в детали, это может быть сюжетом других наших коммуникаций. Очень много о чем говорить. И вот, вот этот вот ребенок, 8-летний или 7-летний, и он идет в школу. Но, как мы знаем, у него мозги уже загажены по полной. Там начинается уже просвещение, образование. Там ему начинают уже преподавать какие-то предметы. Возьмем простой предмет, мы, допустим, ну, чтобы образом. И понимаете, вот эти все вот эти вот молодые сейчас, они все такие. И вот, допустим, берем предмет астрономия. Да, просто возьмем астрономию, да? Это не астрология, а астрономия это является полноправный предмет изучения звезд. И вот это вот загаженный мозгами молодой человек, чеченец, который уже построил все его мировоззрение через призму арабских сказок исламских и русского православного ислама, шариата, на базе рассказов своих родителей, на базе мечети, на базе того, что он прожил до 9-15 лет, допустим, ему рассказывают про астрономию прекрасный, великолепный шведский профессор. Великолепный шведской школе с самым хорошим образованием, который котируется по всему миру. И этот мудак, который, непроизвольный мудак, он не хотел быть мудаком, но из него сделали мудака его родители. Через русскую православную ахлюсуну, через этих всех имамов и через всю эту пропаганду. Он сидит и все в штыки воспринимает. Он, конечно же, может и спорить даже с этим профессором, но даже если он не спорит, он это не примет. Он даже не будет изучать этот предмет. Он его слушает, и в голове у него рыба нум. Понимаете, вот почему? Вот ему говорят, планета Земля, она круглая. И он такой сидит, этот мудачок, который сам того не подозревая, является мудачком. Это от него не зависит, но он уже мудак. А мы будем всегда называть вещи своими именами. Он безмозглый, серый, мусульманский, подрусский, русский мудак, которого взрастили на территории Швеции его же родители через вот эти вот сказки арабские. И вместо того, чтобы полностью принять все то, что ему говорит этот профессор, изучить этот вопрос, потом прийти домой, взять эту книжку, эту тетрадку, все сверить, там можно быть по интернету поискать. Этот вот мудак, который засели такие же родители мудаки, как и он, через таких же мудаков, русских, подрусских агентов шнырей, он слушает, ему говорят шведский профессор. Великолепнейший шведский профессор ему говорит, вот Земля, там есть планета Земля, Сатурн, Марс, там, Солнце извергает солнечную энергию, эта солнечная энергия, она распространяется, она идет, она может, вот Земля потом кружится вокруг своей оси, поэтому так получается день и ночь там. Вот, есть еще оси Земли, которые на своей оси крутятся, там бывает полярная ночь, тут бывает полярная ночь, то есть полярный день, полярная ночь. Объясняет ему все эти физические процессы, там, астрология, звезды, притяжение, гравитация, все. А этот сидит, он не слушает его ни хрена. Он думает, когда же закончится мой день? Я хочу, чтобы мой день закончился, чтобы я вернулся к себе домой. Также боялся вас, кафиров, потому что ты же кафир передо мной, ты же не рассказываешь сказки, чтобы я не был мусульманином. Ты же хочешь меня своей религии сбить, потому что его родители, мать и отец уже, которые более-менее постарели, ему это говорят. Он возвращается в свою сферу, в свою среду, в дом к себе. Потом он ждет субботу-воскресенье, обратно идет в мечеть и становится таким же мудаком, кверху задом заднеприводным, сам того не подозревая, взращивается вот такое вот поколение мудаков кверху задом заднеприводных, которые не принимают вообще никакие знания. И которые даже не читают эти исламские сказки. И вот он, этот
молодой человек, про которого мы говорим статистически, на уроке астрологии слушает это все и говорит: ты хочешь, чтобы я свое мировоззрение поменял, кафир? А я-то знаю, что в Коране написано, что это рыба Нун. И на рыбе Нун стоит земля. Там, не знаю, какие-то слоны. Ну, короче говоря, он уже свой мир там выстроил. Он же вообще там же, они же говорят же, вас будут хотеть сбить с пути, но вы не сбивайтесь, укрепляйте свой иман. И вот он, смотрите, ему про астрологию, а он про рыбу Нун. Вы представляете, какое мракобесие? И как мы к этому пришли? Но чтобы это осознать, надо же подумать об этом. И вот для вас это делает ваш слуга покорный в моем лице. Мы провели эту работу социологическую, собрали данные со всех стран, посмотрели, изучили на протяжении последних 20-30 лет. И мы понимаем, что у нас будет поколение вот таких вот русских православных ихванов, родства не помнящих, не до арабов, не до турков, не до мусульман, а просто серая масса мусульман, русскоговорящих, но этнических чеченцев на территории стран Запада, Америки, Австралии, Европы. И вот смотрите, ему рассказывают про науку великолепный, просто блестящий профессор астрологии шведского происхождения в шведской стране, а у него в голове что? Смотрите, мы сейчас зачитаем. Бисмилля. В Коране, он так видит, мы говорим, что как он видит, вот ему рассказывают, он на него смотрит, у него губы двигаются, и он все смотрит, а у него в голове вот, что это у чеченцев, про которого мы говорим, молодого человека. В Коране он думает, нет упоминания, есть. Сейчас. Просто не притом. Вот про это. Вот. Он думает, во имя Аллаха, потому что он же всегда во имя Аллаха, да? Он думает, во имя Аллаха милостивого и милосердного. Меня слышно вообще? Я хочу, чтобы меня слышали. Просто дайте знать, меня вообще слышно или нет. Я что-то все говорю, никто Да. не говорит. Все, да, продолжаем, да? Если меня не будет слышно, вы говорите. Так вот, этот молодой человек слушает этого, как мы говорим, великолепного, прекрасного, блестящего, красивого, голубоглазого, двухметрового викинга, блондина, шведа про астрологию, а он с такой уже бородкой, так, знаете, такой, не полный такой на лице, 15-16 подросток, так, по примеру своего отца и по примеру сына Музмахмада, там, арабского бедуина 7 века, такая у него борода, такая 2-3 там волосика, тут там он выбрал усики, там уже одел эту пакистанскую одежду с бибетейкой на голове, такой мудачок пошел в эту школу, слушайте его такой мудила. Образ я вынужден это говорить. Такой, слушайте, у него в душе там отвергает, но это уже швед на него смотрит, мудак, ты же мудак, я же для тебя стараюсь. Стань ты человек, я тебе рассказываю реальные вещи. А это все отвергает, хотя уж с ним даже, возможно, не спорит. Но уже всем своим видом подает, я против тебя, ты кафир, я тебя ненавижу, я ненавижу тебя. Понимаете, всем своим образом, видом подает он этому шведскому профессору, красавцу. Я мусульманин, я не до араб, я не до турок, я кверху зад заднеприводный, я хочу в арабскую педерастическую мечеть стать раком на четвереньки и задом стоять всю свою жизнь, читать одну и ту же суру и эти 7 аятов. Я русский, он говорит. Он даже не хочет быть чеченцем. Он говорит, я из Чечни. Он говорит, что там происходило в Чечне? Он не может рассказать историю. Мы мусульмане. И вот этим всем своим видом, этому шведу это все показывает. А швед ему говорит, слушай, вот астрология, как мы говорим, вот Солнце, Земля, световые года, солнечная планета, там несколько планет друг друга не притягивают, оттягивают. За счет этого есть галактики, есть все то солнечная энергия, она постоянно, потому что происходят взрывы, процессы вот на этом планете Солнце, что до нее долететь невозможно, она все сжигает. Он все, всем своим видом себя противопоставляет, а в голове у этого человека, так называемого молодого человека, которого взрастили его прекрасно родители, не до арабы, не до русские, мерзавцы подлые, идиоты, которые не понимают, как этот мир действует, которые нахватались этих арабских сказок русских, от русских мул, которых русские заслали на страны Запада. А в голове у этого молодого мальчика вот что, смотрите. Целый урок астрологии он будет себе напоминать об этом. Вместо того, чтобы принять эту книгу, взять, потом почитать у себя, и послушать своего профессора, из 35 учеников, вот эти вот чеченские молодые люди, девочки и мальчики, а если эта девочка, она уже в мешке, она уже полностью в мешке, черном, сидит там тоже, а этот молодой человек уже тоже с бородкой вот такой, знаете, недощипанный, как недощипанный гусенок такой.
И у него в голове вот что происходит. Всевышний Аллах сказал, он говорит, кафир ты кафир. Я же знаю, что ты врешь. Ты хочешь меня сбить с правильного пути. И он себе напоминает, прогоняет эти догмы. Во имя Аллаха милостивого и милосердного. Ну ты кафир, в душе говорит. Всевышний Аллах сказал мне, он говорит, ну, клянусь пером или письменной тростью, и тем, что они ангелы записывают. Коран, 68-я сура, но он, конечно, не имеет их знаний, это мы от себя как бы добавляем. А он там, у него там все в сжатом виде это все будет. Но мы от себя добавляем, чтобы, для чеченцев, чтобы просвещение. Мы же занимаемся просвещением, чтобы они понимали, о чем речь. Мы же не можем мозгами этого молодого, дебильного, 15-летнего молодого человека, который носил такие же дебильные родители, которые нахватались этих арабских сказок, пересказать им эту историю, просто сказать и сказать, это неправильно. Мы же ссылаемся на тексты священные, мы же им доносим всю правду, мы же их просвещаем, как астрология, так и астрология. Ислам это тоже какая-то в своем виде, вроде какая-то тоже предмет изучения. Предмет, любую вещь надо изучать. Это тоже как предмет. Религия, ислам, секта пророка Мухаммада, там, их священные книги, это Коран. Мы будем ее изучать как книгу просто. Зачем там придавать им какое-то священное какое-то состояние, говорить, что это самое священное писание. Нет, мы просто будем изучать эту книгу как книгу и понимать ее, осознавать. Где правда, а где ложь, и все. И поэтому будем читать, как есть. Но, клянусь пером, он говорит в себе, или письменной тростью, и тем, что они ангелы записывают. Это Коран, сура 68, аят 1 и 2. Потом мы входим в тафсиры, комментарий Ибн Касира. Некоторые сказали, что смысл его слова, громадный кит. Он же в голове себе прорабатывает, все эти картинки он через свою голову пропускает, молодой человек говорит, это же громадный кит, о чем он рассказывает, кафир, учитель. Как земля может быть круглой? Нет, она земля, на громадном ките. Так мы себе молодой человек говорит. Громадный кит, плывущий по огромному океану и несущий на себе 7 земель. Так говорил имам Абу Джафар бин Джарир ат-Табари. Представляете, он живет в Швеции, вырос в Швеции, живет в шведском государстве, в шведском обществе, прошу прощения. Но он ссылается на каких-то бедуинов арабских, безопасных, которые подтирают с 3 камнями, которые сношаются в задний проход и насилуют своих двоюродных сестер. Он ссылается на них. Абу Джафар бин Джарир ат-Табари. Дальше он в голове себе прорабатывает, уже укрепляет свой иман, потому что перед ним такой красивый викинг, кафир, хочет его сбить с истинного пути. Ибн Башар поведал нам, он себе говорит, от Ибн Аббаса, что тот сказал, первым из того, что создал Аллах, было перо, которому он сказал, пиши. Перо спросило, что же мне написать? Представляете, молодой человек, чеченец, который вырос в Швеции, который должен понимать, осознавать высокие технологии, прогрессивного мировоззрения должен быть, понимать, какой этот мир. Он себе в голове перо, и перо спросило, но это же ужас, это даже не средние века, это 7 век, конец 6-го, начало 7-го, 8 век вообще, после Рождества Христова, которого они тоже говорят, что это пророк. Иса был мусульманином, но каким-то чудесным образом все были евреи пророки, и последний пророк араб. Но все те были мусульманами, но у них есть Тора, у них есть Евангелие, у них есть Талмуд и другие священные книги, которые они тоже признают. Ну ладно, это же тоже другая тема для обсуждения. Это называется когнитивный диссонанс, полная шизофрения. Так вот, дальше читаем. Первым из того, кто создал Аллах, это молодой себе человек, было перо, которому сказал, пиши. Перо спросило, что же мне написать? И главное, он верит в это, он свято, слепо, глупо в это верит. Он сказал, напиши судьбу всего. Тогда она поспешила написать обо всем, что будет с того дня, вплоть до дня наступления часа. Затем он создал Нум. И этот молодой человек, озарение на него такой, Нум! И поднял водяной пар, из которого растеклось небо и расстелилась земля по спине Нуна. Тогда Нун заволновался, и земля начала шататься. Но Аллах укрепил ее горами. Представляете, да, что у него в голове происходит? 15-летний молодой чеченец, молодой человек, этнический чеченец, таковым он уже не является практически. Он просто русский православный ахлюшка и хван, родства не помнящий, сформированный на арабских развратных, похотливых сказках из Корана, а также по сунне бредливого, блудного, распутного мародера, убийцы, бедуина, араба, Мухаммада. И вот у него в голове выстраивается такая картина. Тогда Нун заволновался, и земля начала шататься. Но Аллах укрепил ее горами, которые вознеслись над землей.
Он находит себе место в этой планете Земля, и говорит, Земля это так создана, а не как ты говоришь, Вихин профессор. И дальше он говорит, Ат-Табари сообщил от Ибн Аббаса, что тот сказал, поистине первой вещью, которую создал мой Господь, велик он и могуч, было перо. Потом он сказал ему, пиши, и оно написало все, что будет происходить до того, как наступит час. Потом он сотворил Нуна на воде и придавил землей. Ат-Табарани передал от Ибн Аббаса, что посланник Аллаха сказал, первым из того, что сотворил Аллах, были перо и кит. Он сказал перу, пиши. Оно спросило, что мне написать? Он ответил, все, что будет происходить до дня воскресенья. Потом Аллах произнес, Нун, это кит, а перо это перо. Тафсируль Хураниль Азим. 8/184, 185. Первый из перечисленных хадисов Ибн Аббаса передали также Ибн Аби Шейба, Абдур-Раздак, Ибн Аби Хатим, Аль-Байхафи и Аль-Хаким. Аль-Хаким признал его достоверным по условиям Аль-Бухари и Муслима. И с этим согласился Аз-Захаби. Смотрите исламские труды. Аль-Мустадраху, Аль-Сахихай, 2/540. В ответ на злорадные вопли врагов ислама в лице этого шведского профессора по астрологии, наш чеченский мусульманин русского производства сразу же скажет, что никаких достоверных слов Аллаха и его посланника мир ему и благословения Аллаха по поводу аята Нун вы не найдете. Что касается хадиса, который Ибн Асир привел, сославшись на Ат-Табарани, то сам знаменитый хадис сказал о нем. Никто не возвел этот хадис к пророку в передаче Хамада бин Зайда, кроме Муамиля бин Исмаила. Аль-Муджамуль Хабир, 11/403. Вы представляете, как он может изучать науки, когда у него в голове полное дерьмо. Я сейчас вам заключение. Когда у него в голове это уже полное арабское дерьмо. Муамиль же часто ошибался, из-за чего, к примеру, Аль-Бухари считал неприемлемыми хадисы в передаче, смотрите, Сияру, Аль-Ламин, Нубаля, Аз-Захаби, 10/111 и Маджмауз Заваид, Аль-Хайсами, 7/128. Это, во-первых. Во-вторых, от того же Ибн Аббаса известный. И другие толкования этого аята передал Ад-Дахав от Ибн Аббаса. Поистине, Нун, последняя буква из букв, снова милостивый. Ар-Рахман, Аль-Джамиулли Ахамилля, Хуран, Аль-Хуртуби, 18/206. Об этом же обмолвился Ат-Табари в своем тафсире 23/142. Также есть слабый хадис от Абу Хурайры. Знаменитый Абу Хурайра, который всегда был сзади пророка Мухаммада, просто приклеенный к его спине. О чем упомянул Ибн Асир, который слышал, как пророк ему и благословение Аллаха сказал. Поистине, Я первая вещь, думаю, которую его сотворил после Аллах, этого, могучий и велик, было перо. я думаю, Потом он Господи, создал да Нун. 100 лет Это такая не нужна. чернильница, а не в этот раз говорят. Представляете, что происходит в голове этого молодого чеченского парня? Его передали Ибн Ас-Сахир, Ибн Бата и Абу Бакр Аль-Аджули, однако Ибн Ади и Аз-Захаби назвали хадис недостоверным. Если критики суннитских тафсиров Корана упорно цепляют за слабый хадис пророка мир и благословения Аллаха в передаче Ат-Табарани, смотрите выше то, что мы прочитали, то почему они не обращают внимания на другой его слабый хадис, что под Нуном надо понимать чернильницу? Вот еще мнение ранних имамов на сей счет. Сказали Атай Абуль-Алия, это начало его, это уже урок астрологии превращается в урок теологии. Понимаете, что происходит в голове этого молодого человека? И главное, после этого урока астрологии со своим шведским профессором, после шведской школы, он же в субботу, в воскресенье потом пойдет в мечеть, в медресе, и эти вопросы он будет задавать своему отцу, матери. А мать, отец будут ссылаться на муллу. И он пойдет с этим вопросом к мулле. И мулла ему это все будет зачитывать, пересказывать. И каждую версию, которая ему подходит, которая ему будет выгодна, чтобы этот ребенок принял, он может этого Нуна превратить в чернильницу, и этого же Нуна он может превратить в кита. И это все он может жонглировать этим, как он хочет. Потому что же он ФСБшный мулла. Ему нужно главное, чтобы вот эти вот молодые люди были в этой мечети, приходили туда и были контролируемы. И чтобы их мозги были забиты этим арабским полным дерьмом под названием Коран, и аяты и сунны пророка Мухаммада. И он сделает все, чтобы он был в этом плену, в этом мракобесии, молодой человек. Потому что уже отец его с матерью в этом говне, полном дерьме, и дети будут в этом дерьме. Потом его наследники этого муллы будут в дерьмо закатывать и загонять детей этого молодого человека, который сейчас на данный момент в нашем рассказе сидит напротив прекрасного голубоглазого блондина Итинга, профессора астрологии в шведской школе. Так вот, просто читать это очень много здесь. Я сейчас это читать не буду, мне это уже даже не интересно. Так вот, этот молодой человек придет в мечеть,
после этого урока. И он скажет: мне отец сказал у тебя спросить мулла, что такое, почему я там, на уроке астрологии говорят, что Земля круглая, что нету кита. И ему мулла скажет: хажалка, вахал вопрос. Оранча, сура, ну, сура 68, аят 1. Аль-Калам, письменная трость. Первый аят из 52. Сусайка Рума Дьюч Вачу, кто хочет, вот читайте со мной в прямом эфире. Наши технические модераторы сейчас выложат вам, в печатном формате ссылка, прямой эфир нашего печатного канала формата. Вот читайте, пожалуйста, читайте. Сюэцани Дадиш. И вот этот молодой человек, 15-летний, такой, знаете, мусульманин, Ихван Ростова не помнящий, приходит к муле, Рамазану Музмагомадову, и говорит: ажал, астрология Юшурса, в шведской школе, шведский учитель Мауи Вахуза, шейх Архой. Судите, Бог летишь, и мало на него посмотрит, так, надо его охомутать по новой, надо ему деревецо в голову вбить. Я сейчас ему из этой суры такие сказки расскажу. А он же опытный, же, начитанный, набитый, у него море, все вот эти словесные вот этими фразеологизмами арабскими. И он начинает: Аль-Халам, сура, 60, Хустай Баргон, Дум, Дахалер, Ай, Дум, Шоустай, Щит, Ая, Чука, Аль-Халам, Бэйон, из Донис, Пилбор, Донис, Новчим это, Язушко, Кола, Монис, письменная трость. Арбумата душицу. Ну, Аль-Халами, Вама, Яструна. Он находит успокоение своей души после всего того, что я пережил в этой шведской школе, после всего того насилия, которое надо мной этот кафир, учитель, произвел, объясняя мне астрологию, планеты, все это понимание, притяжение, гравитация, взаимное притяжение, потом солнечная энергия. Нашел все это знакомое. Я услышал знакомые звуки арабского языка. У него даже слеза пойдет. И тут мулла начинает ему рассказывать. Но, клянусь, он ему письменной трости и тем, что они пишут. И он скажет: пожалуйста, какие-то мубуханка. Абу Адиль Вонца, Бухал Индиличо Альмош, Иман Халам, Туэлмас. Тавсир. Ну, тавсир к этому. Ну, я Аллах, клянусь письменной тростью, которым пишут ангелы и люди, и тем, что записывают. Он и начинает рассказывать, и смотрит реакцию этого молодого человека по глазам, какую ему версию впихнуть по полной. И он будет сказать: кицай тавсир, думаю, ты говоришь, дух, бля, анмаду эдуцу. İşte adam dersin, etmiş kiyetem хребоч, kiyetem яхку эрбоч, kiyetem хребоч, он истудил войн, анучна, это уж есть, анучна хадилду, эйман эркожен, царь абинбу, kiyetem и хадястунду, хуман эркожен, kiyetem халат безвод, Коран шагу, хуман царь жепона эдуцу. Он свой хуа, да, очень цадел, лаиш муду, Аллах, лаиш муду, мага, kiyetem мумас, куаргел, айн маду Коран, а он искает. От скафиру был, да, Бог, да, сюда, и описывают. Но он, клянусь письменной тростью, осадит какие-то боли лицо. И тем, что они пишут под письменной тростью, подразумевается все, что люди записывают свои достижения в самых различных областях знаний, а также свои сочинения, стихи, перья, ручки, так же, как и запечатляемые ими на бумаге знания. Это великие знамения всемогущего Господа, достойные того, чтобы он поклялся ими. Именно так он поступил, чтобы отвергнуть ложное обвинение в безумии и помешательстве, обращенной в адрес пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Это он может рассказать на чешском языке, и он смотрит на реакцию этого молодого ребенка. И говорит: хороший куна, итак, катамбу, ибн Асири, говорит: хажла, суа ишталлам, ишталлам, сума энт, муссуау, мяни, яхпи, дишу, вывожим куна, вадусал мишмуй, аркафи шмуй, кунда, ищей кафир, лвай, чудил рэч, чудишу рэч, царя, мать ешла. Царите, цабо, дацу, спокорачу, аймдуэ, хаиз, дишли. Вая Аллах резвуш. Allah rezvoç kipar, yıldiş mıdıvay, ve sünnet ina'bo gdol, ba'nat paymar, bu kardikte goli, buna mısıl iyisi şnuvi, şu dinlik çaydik tendol, şu dinlik de şoy çıkdolu, yılsı mı bu mıdol, mara cücük çavi, bulgur, ya kadar teli, hanan seli, Allah o şey, Sündele koyun, paymar vas, Mahmut paymar, ya vaktan çok ölçen, sünniyetem çok ölçen, yani git kadu, yılsı mı bu iş mıdıvay, Allah'ım Rabbana atina, al-awul mıdır, Ибн Асир Губухайров, всех при этом Асир. Об отдельных буквах Кота уже говорилось в начале суры Аль-Бакара, поэтому мы не будем возвращаться к этому. Аллах Всевышний сказал: нун, подобно тому, как сказал Каф,
тому, как сказал Сод Каф. Некоторые толкователи Корана утверждают, что нун – это огромная рыба. Оф! И он смотрит на реакцию мулла, это справка от редакции, на лицо этого молодого человека. Эту историю он принимает. Это я впихну сейчас. Я его укреплю в этом невежестве, в этой его вере, в эту рыбу нун, и он пускай гуляет дальше. Если причем, он вернется сюда ко мне, и так как он уже зомбирован, он будет всегда мне верить. Нун – это огромное. Я укреплю его внимание. Я укреплю его в нашей арабской сказке, русской православной. Нун – это огромная рыба. Имам Ибн Джарир передает по цепочке до Ибн Аббаса, что он сказал. Нун – это огромная рыба, на спине которой находится земля. Альхамдулилlah, Аллаху алим. Аллах знает лучше. Вот. Первое, что сотворил Аллах, это аль-Харам, перо или письменная трость. И оно, перо, записало все, что будет происходить до самого дня воскресения. Затем Аллах сотворил Нун над водой и уложил на ее спину землю. В результате сотрясения Нуна начала колебаться и земля. Аллах остановил ее колебания посредством гор. С тех пор горы похваляются этим перед землей. Затем прочел: клянусь письменной тростью и тем, что они пишут, аль-Хасан. И Катада сказали, что Нун – это чернильница. Другие считают, что это скрижаль из света. Слова Аллаха клянусь письменной тростью, то есть пером, который используется для письма, как сказал Всевышний Аллах в другом аяте. Читай, а Господь твой щедрейший, который научил письму, пером письменной тростью научил человека тому, чего он не знал. Сура 96, аяты 3, 5. Кому надо, идите читать. Поклявшись, Аллах сказал своим созданиям на оказанную им милость. Аллах обучил их грамоте, с помощью которой они получают знания. Но тут же он сам себе противоречит, потому что этому молодому человеку, на справку от редакции, он не дает возможность познать знания, потому что он настраивает против нашего прекрасного, великолепного, блестящего профессора, шведского профессора по астрологии. Он ему впаривает арабские 7 века сказки, которые записаны до скончания рода человеческого, до судного дня. Этот молодой человек и так зомбирован, он его еще добивает этими сказками. Так вот, продолжаем. Справка закрывается. Поклявшись, Аллах указал своим сознанием на оказанную милость. Аллах обучил их грамоте, с помощью которой они получают знания. Поэтому он сказал: и тем, что они пишут, Ибн Аббас пояснил, и тем, что они записывают. Абу Аддаха от Ибн Аббаса передает, и тем, что они делают. Судьи сказал, здесь имеется в виду ангелы и дела рабов, которые они записывают. Другие комментаторы сказали, это письменная трость, которой Аллах записал судьбу людей за 50 тысяч лет до сотворения небес и земли. Просто подумайте, какое вообще справка от редакции противоречит самому себе. Если человечество еще не было создано, если не было никаких наук, ну как они могли считать время? 50 тысяч лет. Они-то измеряют человеческим подходом. Вот такие вот арабы лжецы. И пророк Музмарбут тоже был лжецом. Потому что они врут, они на каждом шагу врут. Все то, что они говорят, это неправда. Оно не имеет под собой никакой почвы, никакой основы. Это все мракобесные сказки. Справка закрывается, читаем дальше. Так вот, за 50 тысяч лет до сотворения небес и земли имам Ахмад от Ибн Абу Хатима передает, что Аль-Валид Ибн Убада Ибн Ас-Сабит сообщил, всегда ссылки на кого-то, Аль-Валид Ибн Убада Ан-Самид, сообщил, умирая, отец подозвал меня и сказал, я слышал как-то, от себя там никогда никто ничего не говорит, вот справка редакции, чтобы, вот арабская мифология, она такая вот, поэтому называется арабский телефон. Они никто не выйдет, не скажет, ни один муджахид, ни один пророк, ни один там имам, ни один шейх, ни один улем скажет, я так говорю, я так знаю, я вам отвечаю, это так, я прошел этот путь, я видел правду, я видел истину, я познал истину, никто не скажет. Они всегда будут говорить, вот что они говорят. Имам Ахмад от Ибн Абу Хатима передает, что Аль-Валид Ибн Ас-Самид сообщил, видите, всегда ссылки. А если кто-то его приведет и скажет, мы штерлять, эти газы, можешь арбочи, я коч бя штерлять, ты возишь, да, хайона газ, хайери мол, и ты не ждите, джихада, я смотрю, что урубу, тигарвами, тямуати, что Имам Ахмад от Ибн Абу Хатима передает, что Аль-Валид Ибн Убада Ибн Самид сообщил, Рамазан, Бузмагамада, скрипишь, но це это эсмацела, да, бо, там имаму бо, там шейху бо, то элэ муп, элэ мухарис, элэ
Hayvanat. Gad. Omayeril. Okutam. Ramazan Muzman. Oğudan şaşı okumayış çıkın. Hayır Roma düğü çıkıyor. Вот. Oğudan çıkıyor. Gad. От я от скомирту, а класс нахрен ты чё? Хайгар ума действуешь, молодца, так боятся, хайгар ума, дождь, да, боятся. Хайгар ума действуешь, а меня зубишь, не чекаш. Кыш колман. Наган, алушма, да? Дуешь, Аллаху помой, спасибо. Это все, видишь? Ищ душу нащади. Шашки мадейт, эй, ночи, эй. Сам дауриш, малидейт ищу, нахилиш, аудал. Предадите, справка от редакции закрывается. Это чуть вставка на чешском языке для чеченоговорящих. Именно для чеченоговорящих. Так что прошу прощения наших чеченцев, русскоговорящих мусульман, серую массу ихванов, росла не помнящих. Продолжаем. Сообщил, умирая, отец подозвал меня и сказал. Так, снова возвращать, чтобы было понятно. Имам, засчитаем снова. Имам Ахмад ибн Абу Хатим передает, что Аль-Валид ибн Убада ибн Ас-Самид сообщил, умирая, отец подозвал меня и сказал, я слышал, как посланник Аллаха, слышал, он даже не знает, он с уверенностью не может заявить, да благословит его Аллах и прежде сказал, первое, что создал Аллах, это письменная трость. Он слышал, нету уверенности в этом, понимаете? Он слышал, что сказал, но нету в этом уверенности, он не заявляет с полной уверенностью. Первое, что создал Аллах, это письменная трость. Он сказал ей, пиши. Письменная трость спросила, Господи, что писать? Аллах сказал, пиши предопределение и все, что будет происходить. И Ибн Джарир передает от Ибн Аббаса, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, первое, что сотворил Аллах, это письменная трость. И он приказал ей записывать все. Сахих, хадисы, кому интересно, читайте. Табари, кому интересно. 34 544. 34 544. Вот, это все сказка. Это почему мы зачитали все эти суры аяты и тафсир? Для того, чтобы понимание было полное. Вот этот вот молодой человек, который сидит в школе, который полностью противопоставляет себя этой науке, именно астрологии. Потом пойдет в мечеть, ему обратно впаривает вот эту сказку, у него мозг полностью забит этим арабским дерьмом. Полностью. Он состоит из этого арабского дерьма. Коран, сунны и аяты. И тем более ему это преподается на русском языке. Своего чешского языка он не знает уже практически. Как мы знаем, какой у него отец, какая у него мать. И вот таких вот чеченцев взрастили нам за последние 30 лет. Из 300 тысяч населения 290 тысяч таких. Где у нас будет просветление, где у нас будет просвещение, где у нас будут научные сотрудники, где у нас будут просвещенные умы. И все вот эти вот мерзавцы, которые ходят сейчас вокруг да около и говорят, наши дети учатся, наши дети в университетах, они лгут, они замазывают истину, потому что они являются агентами влияния русских спецслужб. Они укрепляют нашу бдительность. Они не дают нам говорить правду, и они не дают нам, таким как мы, донести правду нашему чеченскому обществу. Все вот эти вот депутаты, которые себя выдвигают на коммунальных каких-то выборах в Вене, там, ламазуис, замазуис, заламазуис, такой шнырь ходит там с такой бородкой, такой, знаете, чуть-чуть под правильной бородкой. Замазуи, кто там в Вене выделял, хотел имамом. А потом этот Рамдан Музамагомадов, который с мэром Ниццы ходит, тоже каким-то, хочет, депутатом или советником по религиозным вопросам. И они всегда говорят, вайбей, швайтай. Я говорю, имя, ислам, халку, что аренс, ишбюшму. Масса ильманштах, ишбу, школа, битвишбу, университет, штаблишбу, битчдажадахишбу, адвокатшбу, юристшбу, географшбу, астрологшбу, лершбу, хадену. Бац, эшбулич, бац. Царя хира, бац, шумелду. Бодек, херду, вайдисник, ду. Полная серая масса, которую вы взрастили, ихванов, родства непомнящих. Ни один из них с таким мировоззрением, мышлением не пойдет. Не то, что не пойдет в университет, он даже школу нормально не закончит. Потому что с 5 лет вы ему в мозги вливаете все это арабское дерьмо на русском языке. Вы из него создаете ихвана, родства непомнящего. И когда он заканчивает школу, он уже в университет никогда не пойдет. И даже если он захочет пойти, он не сможет там жить, потому что у него мозг забит с этим дерьмом. Как можно совмещать арабское дерьмо, сказки вот эти вот все, на Коране, суры и аяты, и науки точные, высокоточные науки, соединить это все воедино? Физику, квантовую физику, химию, биологию, анатомию. Науки, это точные науки. Ты хирург сердеч на сердце, он играет жизнью человека.
И тут, если он будет полагаться на каких-то нунов, на каких-то Ибн Ахмед сказал, Табари, там, передал, у него просто не будет времени, если 12 часов за операционным столом, там сердце такая, знаете, очень такая точная вещь, самый такой мускул в организме человека. Потом он после этого будет делать намазы, какие-то коврики там стелить. Потом он вместо того, чтобы читать научную литературу, чтобы еще усовершенствоваться в своем деле, он будет читать в мечеть, ходить Коран, суры, аяты, потому что вы, если он это не будет делать, вы же его обвините в том, что он кафир, вы же ему сделаете такфир, вы же призовете, чтобы ему отрубили голову, вы же его отвергнете из своего сообщества. Это невозможно. Просто времени физически не хватает. 24 часа в сутках. В неделе 7 дней. В месяце 30-31 день. В году 365 или 366 дней. Это математический расчет. Ты не можешь больше половины своего времени уделять арабским сказкам. А если ты это делаешь, по аналогии с теми мусульманами, про которых мы говорили, там, мать и отец этого парня молодого, бородатый, или вот эти Рамазаны Музмагомаду, то ты становишься просто ихваном родства, не помнишь им. Мне простите, ты даже просто не можешь быть каменщиком, потому что ты все время молишься. Ты читаешь одну суру первую и 7 аятов. Ты в арабской сказке. Ты становишься русским православным ахушка, кверху задом, задние приводы. Потому что всю большую часть своего времени ты проводишь на четвереньках и бьешься лбом об землю и читаешь как заклинание, как зомбированный первую суру и эти 7 аятов. И слушаешь вот таких вот ФСБшных мул русских, которых нам прислали. И никогда ни ты, ни твои дети не станут умными. Никогда. Это факт, это реальность. С этой реальностью нам надо столкнуться, смириться и донести. Но нам, к сожалению, не дает это сделать. Но мы будем это делать. Некоторые нас слышат, некоторые нас не слышат. Ну, каждому свое, как говорится. Мы не боремся, обратно же говорим, против этой религии или против других религий. Мы просто доносим нашему чеченскому обществу всю правду, всю истину на социологических исследованиях, на психологических исследованиях, на исследованиях по религии. Раскрываем эту религию как есть. Это наша работа, наш долг. Мы чеченцы. Мы не можем, чтобы нас уничтожили. Ни Россия, ни русские террористы, ни имамы ФСБшные, ни вот эти вот подарабские имамы, ни вот эти вот мерзавцы кверху заднеприводные, шейхи там какие-то вот обезображенными лицами Саудовской Аравии. Мы чеченцы. Мы чеченцы. Мы не арабы, мы не русские, мы не рабы. Мы должны быть высокообразованными, высокоинтеллектуальными, прекрасными людьми. Прекрасной, цивилизованной, красивой нацией, которая должна жить в мировом сообществе цивилизованных государств и наций и влиться в дружную семью, международную дружную семью высококультурных, высокообразованных наций и людей. Вот наша цель, наш жизненный путь, наш жизненный лейтмотив. Это все, что нам нужно. Это все, что нас объединяет. Это от чего мы отталкивались на протяжении веков и к чему мы идем, несмотря на все те препятствия, которые нам Россия устраивает по всему миру, навешивает ярлыки и преследуется. Это наш жизненный путь. Это нам как воздух. Без этого нам никак нельзя. Это все, что у нас осталось. И к чему будем идти и биться на протяжении всей нашей жизни. И передадим это нашим потомкам. Совелашу, шейтиту, шейтиту, атаязалюй. Шейтиту, шейтиту, атаязалюй. Маржан, вы с нами? Вам дадим последнее слово, потому что вы женщина. Маржан ушла, она в полете. А я здесь. Какой Да, вопрос? вот последнее завершающее слово вам. Вот. Что вы хотите добавить? Отрицание, против, за, как хотите, то и говорите, что хотите. Завершаем наш прямой эфир. Я бы хотела, чтобы чеченцы были чеченцами, но это почти невозможно. На этом завершаем наш прямой эфир. Мы хотели бы, так, сегодняшние слова, да, мы хотели бы, чтобы чеченцы были чеченцами, но это невозможно. Сутя вы дали язык, вы не из эфир, шума сера адиквен, маш аль, ялдик не хошту, маш лохту, вы хам, хедерду, вы да, ялдик не хошту, маш аль шешедиш.